И когда пришли, она не вышла на связь несколько дней к ней в квартиру, дверь открывает, и прямо ее голова на столе напротив двери. Нас убивали точно так же. Не надо путать криминалитет с геноцидом. Еще раз вас прошу. Просто раздражает это уже вот эта ваша игра слов, в которой вы все время туда-сюда этими словами крутите. Я признаю то, что геноцид чеченского народа был со стороны московского режима, я это тоже признаю. Я не знаю, кто убил эту чеченку. Это могли быть чеченцы, это могли быть русские, в то время солдаты были в Грозном. Я не знаю. Я хочу сказать, что Мою троюродную тетку была чуть не очень убили высокая. русские солдаты. Чуть не убили русские солдаты. Она, потому что такая темненькая, похожа, они зашли в дом на этой старой Сунже, улица Сунжинская. Она говорит, вы хоть еду не забирайте. Говорит, мы сейчас тебя грохнем. Говорит, я вообще, говорит, я типа, мне фамилия украинская, Мартыненко. Она типа, я же ваша, типа, но они, а так бы убили ее. Она говорит, я не чеченка, тут сообразила тут. Но те ее как не стали убивать. Все забрали, всю еду забрали, всю запас. Они там сидели, когда началась уже первая чеченская так званая. Сунжинская, по-моему, 122 дом. Точно не, или 124 там. Хоть один закон назвать, вызывал преследовать не чеченцев у нас в республике. Смотрите, вообще, погромы начались. Селяют весь народ в Казахстан, в степи, когда всех до единого. Вот это геноцид. Когда преследуют евреев, сжигают я это признаю в доме. геноцидом. А почему Запад? Хоть один закон или указ, вот прошу вас на стол. Смотрите, почему Запад до сих пор не признал вот это выселение чеченцев? Я за то, чтобы признать геноцидом. Почему Запад не признал? Вот недавно там Эстония признала выселение крымских татар геноцидом. Я это приветствую. Почему до сих пор та же Эстония или там, где там Дудаев, тот советский генерал, скотина был, почему они не признали геноцид чеченцев, выселение? Вы об этом не задумывались? Потому что по ООН сидит Российская Федерация, налаживает квоту и так далее. Как что она там налаживает, я не знаю. Вот именно поэтому. Потому что они все в сговоре. Против нас были и против вас. Потому что это необольшевики, которые там пришли к власти, необольшевики в начале 90-х. Дерибанить территорию. Мы им неугодны. И вы, как чеченцы, такой вот, как народ, вы сами по себе, вы не угодны, потому что вы ни на кого не будете работать. Исламисты не угодны. Подождите, дайте разобраться. Мы все кучу смешиваем. И вот эти самые Балтийские республики, и Польша, и Европа, многие признали бы геноцид 44-го. Кстати, в Европе с этим кто это был? Глюксман это был? Или кто? Какой-то итальянский депутат. Когда геноцид признавали 44-го года в Европарламенте. Итальянский политик, это который инициировал признание Европарламента. У меня жена уже меня ругает, говорит, что ты там в этих чатах тусуешься. У меня душа болит не только за мое племя. Дайте мне закончить. То есть вот эти самые балтийские страны, остальные не признали его, потому что мы между вот этой Первой и Второй войной превратились в исламистов, исламистскую парию, которая пугает весь мир. Поэтому вот этот процесс признания просто не мог быть проведен. Просто не мог быть. Кого? Исламистов, что ли? Геноцид исламистов признавать? Которые хотят халифат установить там или с кефирами бороться. То есть была только в этом причина. Если бы нормальной демократической страной стали бы, и нормально демократическим лобби в Европе и с той же Прибалтикой работали бы, то этот геноцид давно был бы признан, и все было бы с этим нормально, скажем так. То есть это вина наших исламистов, больше ничья. Я с вами тут не согласен. Абсолютно. Причем здесь исламисты, и когда этот был геноцид, и почему они во время, когда Дудаев был при власти, это не признали?
Дудаев, Причем, типа, ну вот. потому что Дудаев не инициировал это, а это было зря, надо было. Как только А, Совет Союз да, развалился, вот, надо вот было, правильно. ну дайте Вот вы, ответить, раз вы спросили. Как только Советский Союз развалился, надо было днем и ночью, как делают армяне, как делают те же евреи, инициировать это и все это рассказать, потому что все это скрывалось. Европа, Америка совершенно не имели никакого понятия. Вот это выселение, это так звучит, то есть взяли там, переместили, вон японцев тоже, американцы во время войны в лагеря какие-то интернировали и до конца войны там держали. Короче. В общем, это все, весь этот ужас, как там людей убивали, как там вот этот, набивали женщин, детей в эту скотовозку 2 метра неотапливаемую и везли в эту черт знает куда, и по дороге умирали, потом приехали, там же умирали, потом вот, просто с трупами, короче, жили за стенкой люди там, до того там много, 60%, по-моему, 50-60% людей там умерло. То есть просто ужас там. Вот об этом всем никто ничего не знал на Западе. Что они там могли потому что произвести? Дудаев советский генерал, потому что он Дудаев, соучастник, нет, это не из-за Дудаева. он Просто соучастник времена геноцида. изменились. Времена изменились. Считалось, что Россия стала демократией, и за все там отвечал вот этот Сталин, Советский Союз, а это новая Россия, она не виновата. И чтобы Дудаев, чтобы они на нас как бы думали, что оставят нас в покое. Как можно не оставить в покое народ, над которым геноцид совершили? Вот просто в голове не удерживало, что они пойдут снова. Вот никто это не верил просто. Из-за этого, не из-за того, что это, а надо было это все, просто претензии эти предъявлять, не давать даже мысли, чтобы напасть, просто чтобы ее не было от слова совсем. К сожалению, это, уже между войнами там уже это исламисты. Что вы хотите? Это исламисты, если исламистов геноцидят, это правильно, потому что исламисты сами хотят других погеноцидить по конфессиональному признаку. Это конфессиональные фашисты. Мы в глазах мира сразу стали конфессиональными фашистами. То есть некой исламской общиной, пытающейся навязать остальному миру свои какие-то людоедские ценности ислама. Тесла, добавь, этих исламистов делала Россия, завозя литературу, засылая агентов. Само Дудак собой. не мог быть соучастником, так как он еще его не было на свете. И почему Дудаев, это что за выражение было? Скотина там? Это я не понял что-то. Донов. Он не любит Дудаева просто. Персонально. Смотрите, я сейчас извиняюсь перед тем, кого это может оскорбил, обидел вот этим выражением. Вот. Не в этом дело, не просто почему вопрос. Ну, потому что когда там многие умирали там в борьбе с московскими этими террористами, у него уже были апартаменты в Женеве. Я даже адрес знаю. И там смешная история была с этим Сыдиговым. Когда там создали конференцию, он там на вокзале ночевал, не зная о том, что у Дудаева там эти апартаменты, и они его не позвали ночевать даже. Тогда вопрос, почему он 1,5 года страдал, бегал по лесу, а не ушел к своим апартаментам? А вы там знаете точно, как он страдал и эти Да, обстоятельства? я лично его видел, когда он по разным селам ночевал. Ну, как бы обстоятельства гибели вы были, ну, кто-то свидетелем были? Обстоятельства гибели я очень хорошо проанализировал, даже целую статейку написал и выложил. Спросите у его жены, откуда у них апартаменты в Женеве. Ну, у него могут быть апартаменты в Женеве. Я проверил бы Потому что они там, там была большая много коррупция. денег. Там была большая коррупция, там был и Мамадаев, остальные. То есть у семьи Дудаев, видимо, были деньги. И что это значит, что он собирался в апартаменты автоматически? Кстати, его жена долго в Турции, а не в своих апартаментах в Женеве. Дети живут где-то в Латвии, там учатся, живут тоже не в апартаментах. Ну, мы вообще-то сейчас темы на темы вот так вот перепрыгивая ушли, да? Потому что там был момент
изначально. Я, В том, что я просто не исламистское... хочу все Я это просто как-то... докончу. Да, я докончу. Там у нас была тема и исламистского фактора, что он очень, оказывается, хороший для чеченцев. А тейповая вот эта вот система, которая якобы сейчас, она плохая. Там у нас была тема геноцида русских, оказывается, чеченцами, президент у которых, жена президента у которого русская по национальности, да. Там у нас и сейчас еще несколько тем проскочило про какие-то апартаменты Дудаева. Ну, как-то все-таки не меняя вот эти темы, нам тоже надо Все связано. какую-то тему, да, как-то связано это должно быть. Вот геноцид русских, якобы, убийство в Асиновке семье, потом еще в каком-то районе. У этих людей фамилия есть? Вот интересно очень. Вот здесь же с Асиновки есть у нас люди будут, с других населенных пунктов есть свидетели какие-то. Мне интересно просто вот сказать, семью убили. Я сам в городе жил, в Грозном. Я не видел там никакого геноцида русских. Русские, которые по соседству у меня жили, там сейчас так и живут. А я вот на своей родине не могу жить. Я вообще не понимаю, почему какие-то, ну, как связывают Дудаева и правильность выбора народа или неправильность выбора народа. Смотрите, можно, вот я не могу тут все говорить, это очень много времени, и как бы, ну, я по разным причинам не могу озвучивать некоторые фамилии, имена и так далее. Единственное, что я хочу, вот, как бы, ну, сказать Не, чуть-чуть, вы уж нет, можете подождите, озвучить в данный момент. можно я Вот это скажу, русские интерес. можно я скажу один момент такой, можно я скажу один момент такой, значит, такой как бы совет или как бы такое пожелание тем, которые будут новую там независимую Чечню или там Имарат Кавказ строить, не знаю, как это будет называться. Не допускайте близко, значит, к руководству тех, которые при советской власти в Грозном, вот это Нохчи, советская, как бы, ну, ну, может, они там не все были КГБшниками и так далее, а не допускайте вот этих людей, грозинских, вот этих мажоров, Нохчи мажоров, которые неплохо жили при советской власти. То есть надо, как бы, ну, чтобы руководили, если они Нохчи, да, те, которые вот воевали против федеральных войск, и не были грозненскими, вот из сел там, ну, вот, например, на Западе, например, вот сейчас выросло, они уехали как беженцы, там молодые чеченцы выросли, они там в равных условиях что-то достигли, как, ну, без всякого этого блата какого-то, кадыровщины, там, блата туда-сюда, вот они, вот это новое поколение, вот они должны, может быть, там прийти к власти вот в будущей Чечне. Не допускайте людей из семей тех, которые жили хорошо в Грозном, грозненские чеченцы, которые были прикормлены советской властью. Я сам грозненский центровой, я много могу, что я там знаю людей, которые потом были там и сейчас там тусуются, они там из себя изображают там лидеров. Я их лично знаю. Вот этих, которых там разные евро-ичкерийцы, там Америка-ичкерийцы, другие, я там кое лично знаю. Они, это грозненские вот эти вот мажоры, которые были там при советской власти прикормлены. Вот это Вот мой. интересно, вы все знаете, вы знаете о Я каких-то очевидец, я просто не могу, я просто, как понимаете, будто я бы у просто... вас дядя в ФСБ где-то работает. Не, Какие-то грозненцы там. я просто в центре, я просто в центровой, я в Грозном центре жил. Спасибо за ответ тогда. Да, Спасибо за ответ. я простой, но не совсем простой. Я не понимаю, почему проблема назвать фамилии тех, кого убили, кого вы знаете. Например, эти люди уже мертвы, им это никак не помешает. Окей, хорошо. В чем Давай так. проблема? Я тоже жил в центре, Соглашусь. и у меня батя работал в высших структурах коммунистической партии. И что теперь? Все, У вас Мое мнение нельзя. против твоего Смотрите, мнения.
Твое мнение смотрите, против твоего мнения получается, да, Дон Арчи? подождите, вы же на демократию ссылаетесь. Значит, в демократических странах, значит, если ваш отец был в таких структурах, значит, там 3 поколения не допускать к органам власти. Вы можете там бизнесом заниматься, но вы не должны быть, ну, как бы к органам, ну, вот, ну, чиновникам быть и так далее. Поколение? Не слышал про такое. Ну, как бы закон о люстрации предусматривает недопущение там в 3 или в 2 поколениях детей тех, которые там обком, горком, там менты, МВД и так дальше. Там какие-то там КГБ и так дальше. Не, Я ну, не вы там Я- вы занимаетесь чем угодно, но вас нельзя допускать в руководство Новой Ичкерии, Чечении или там Имарата Кавказ. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И Марат Марат Кавказ. Кавказ стол. И Сам речь Кавказ нельзя идет не об допускать. этом. Гораздо больше, чем мы. Да, интересно, а еще больше. Да, короче. Не, я вот это Бу- не бу- могу логику понять. Если коммунистическое наследие не имеет права, типа, как-то участвовать в становлении какой-то, ну, народа там, да, как-то там, а, тогда уже это противоречит тому, что не коммунисты, они почему-то ваххабизировались и сделали вообще по-другому. Как это понимать? Логику давай. Ну, логику спросите у прибалтов, как они закон иллюстрации вводили, другие Чехия, например, так бывшие соцстраны. Украина, к сожалению, на этот процесс иллюстрации не прошла. Украина не восстановила свою державность и не приняла закон о, значит, восстановлении государственности и иллюстрации в таком виде, как была Прибалтика и Чехия. Вы же там ссылаетесь на демократию. Ну, спросите у прибалтов, как это должно быть. Это не должно быть как в Украине, например. Но они в третьем поколении. Это, по-моему, перебор. Нет такого, кажется. Не, подожди, вот речь шла о Дудаеве, что он там какие-то апартаменты, ну типа намек того, что он был какой-то засланец Смотрите, и агент, да? Так получается? Ну, абсолютно правильно. да, теперь, Дудаев, не надо ничего не говорить. Хорошо. Хорошо, давай Дудаев этот коммунист. Да не перебивай, подожди. Смотри, давай возьмем этот аргумент основу. Дудаев агент спецслужб России, Кремля. Окей, хорошо. А дальше какой вывод? Теперь что? И вот эта декларация о независимости, которая в цирке проводилась со всех тейпов, со всех сел собрались люди, это ничего? Типа, ну, пришел какой-то человек и там что-то там, агент там что-то намутил. А это что, никак? Вот в этом трагедия, что вас обманули. В этом и трагедия. Поэтому не признают поэтому. Да я не против независимости там Чечни, Ичкерии. Ладно, обманули в чем? Хорошо, давай. Ну, как бы, если был такой абрек Хасуха Магомадов, я там читал, ну, офигеть, герой, ну, в моем понимании герой. Он об этом объяснил. Ну, еще раз, коммунистов, советских генералов, офицеров, людей, ни в коем случае вот этот establishment советский и их наследников в третьем поколении близко не подпускать к созданию там нового чеченского независимого государства. Или восстановлению пускай будет. Или восстановлению. А ваххабистов и в третьем поколении Смотрите, сейчас получается, я со стороны наблюдаю это такое ощущение, что идет, значит, какая-то конкуренция разных группировок чеченцев, да, за то, что какая группировка дороже продаст родину новым хозяевам или старым, я не знаю. Понимаете? Почему, например, шариатовцы там, и как вы их называете, ваххабисты, они сейчас в тренде, потому что они хотят, у них есть основа, которая не
не предполагает вот этого разделения по там, ну, как бы, вот, а у них вот это вот, ты мусульманин, ислам, законы шариата там равны для всех. Там нет блатных, советских, этих, это с этого рода, Мы там отходим от сильнее. темы. Мы отходим от темы. Давай не будем заговаривать. Ты сейчас Я говоришь, просто озвучу, может быть, ты я... говоришь сейчас о последствиях. Давай, подожди, не, вернемся назад. Дудаев агент ФСБ. На тот момент ФСК или как КГБ, я не знаю, как называется. Так? Ну, твой аргумент, ну, факт Ну, такой, да? я об этом не могу на 100% утверждать, но это очень сильно на это похоже. Ну, вот, смотри, хорошо, Либо он давай, малоумный, что его хорошо. использовали в темную. Да, Понимаешь? хорошо, Два давай теперь варианта. допустим, молодец. Хорошо, Дудаев агент, он плохой человек, но итоги, кто виноват в этой войне? В этой войне жертва это чеченский народ. Не-не-не, виноват кто? Я не жертва, виноват кто? Виноваты те, кто, ну, тот же Дудаев виноват, и кто вместе с ними стоял за ним. Подожди, не мути. Смотри, я тебе сейчас Кремлевский логически... режим виноват. Подожди, вот. Если Дудаев или кто-либо другой агент ФСБ или где-то спецслужб, который провоцировал войну, вызвал эту войну, да, вот. И если он агент Москвы, то получается, это был план Москвы. Так? Ну, логика. Может быть, То план есть не Москвы. Дудаев там виноват, а виновата Ну да, ну Москва. Да, Исполнитель. конечно. Хорошо. Да, Теперь Дудаев другой исполнитель, вариант. да. Теперь Да. другой вариант логический. Дудаев никакой не агент спецслужб. Окей? Кто виноват в геноциде чеченского народа? Московский режим. Вот в Это обоих случаях виноват кто? московский режим в первую очередь. Вот. А теперь зачем мы говорим о каком-то Дудаеве? Можно о нем не говорить. Вот, все, исключаем из этого понятия, вообще его исключаем, и все, и говорим только о московском вторжении, и все. Да, смотрите, вот смотрите. Через Дудаева, через кого угодно, как угодно, каким угодно способом, это вторжение Российской Федерации на независимую Чеченскую Республику Ичкерия. Все, Согласен. других логик нету. И говорить там каких-то там Дудаев, там где-то в Швейцарии, где-то чего-то, жена у него какая-то была, и что, это вообще никакого значения не имеет. Тут надо четко, короче, разделить. В этом случае Москва виновата, и в другом случае Москва виновата. И других вариантов там нету. И на это надо поставить восклицательный знак. Принимаю, согласен 100%. Для меня, вот смотри, я уже не сильно молодой, да, и это для меня родина, так вы примите то, что для меня это, вы можете меня не принимать как своего. Это, знаете, как чужой среди своих, свой среди чужих и так далее. Там в Москве я учился в институте с дагестанцами, конкурс был, я первое место занял по лезгинке. Вот, хотя я... Вот, вы также понимаете, что мы не можем знать, что вы действительно тот, кто... И здесь никто не может ни за кого отвечать. То есть это ваше заявление, что вы оттуда верит вам или нет, это уже... Не, вы можете не... Смотрите, вы можете не верить. И это все отметаем. Мне вот чисто вот как говорится, спортивный интерес. Интересно, как, кто планирует, вот, допустим, ладно, сейчас Америка там не хочет развала Российской Федерации. Америка, там некоторые в Европе, для них это дойная корова. И они поэтому будут и вас щемить, потому что как бы вы же хотите независимости, а там Запад, там, establishment, ну, например, тот же Демпартии, там, деякие там глобальные структуры, они не хотят развала Российской Федерации, потому что это дойная корова. Я лично хочу, чтобы, потому что для меня этот режим, это Российская Федерация, она для меня вражеское государство, чтобы она развалилась. И все в Украине тут хотят. Я этнический украинец. Мы там Сужинская линия, мы хохлы вы нас называли, мы этнические украинцы, мы выходцы из Кубани. Там. Мы пели украинские песни. У нас Павло, Петро, Василий, у нас такие имена, мы так с детства так и говорили. Там,
И у меня в родне были Петров, Павло, Василь. Мы хохлы, как бы. Так, если грубо говоря. Для меня это Московская, это Российская Федерация, для нас враги. Я хочу, чтобы они развалились. А Запад не хочет этого. И вот мне интересно, а как вы будете, вы как будете строить новое чеченское государство, на каких принципах? Или так будете друг на друга кричать, эти исламисты, эти ваххабиты, эти шариаты? Вы как собираетесь, на какой основе объединяться? Вы не создадите государство, если вы не станете общинным народом, как мы. Объяснить вам. Понимаешь? Как вы будете объединяться? На какой основе? На тейповой? На народоплеменной? Или вы станете общинным народом? Там, община там, на основе там, ислама или демократии, там, чего угодно, любой идеологии. Пока вы общиной не станете, у вас Да, не будет государства. Объясни ему, почему нельзя на основе шариата общину создать чеченскую. Он это не понимает, походу. Да я не за шариат, но на другой основе создать общину. Вы же не общинный народ. Вы общинный народ. Наш Вот в чем гость, проблема. он изначально, во-первых, наш гость изначально обвинил нас, что мы не на шариате, а вот на основе, сейчас действуем на основе вот наших родоплеменных, вот этих вот исторических каких-то культурных составляющих вот это вот. То есть на этом как бы мы сейчас, основываясь на это вот, на этом стоим. И это типа неправильно. Я ему объяснил, что сегодняшняя система, сегодняшний Кадыров, сегодняшнее его окружение подрусское, все, оно является полностью сценарием, который расставляют сидящие над ним вот эти вот русские офицеры там и русская гибня. И вот это вот сам вопрос, да, на чем вы хотите объединяться. Вы, если в 90-х годах жили там, или кто-то у вас жил, как вы говорите, ну, в любом случае, вы как бы в курсе, да, каких-то там плюс-минус событий, которые в 90-е в нашем государстве происходили, которое четко сформировалось раньше, чем Русня, в которой люди жили очень даже неплохо. Вот мы, как чеченцы, задышали свободным воздухом в 90-е годы, в начале 90-х. Я вот сам городской в городе жил. Я помню, я даже современник, свидетель вот этих вот моментов, когда запрещали, не запрещали, а вот это по-русски нападали, да, на людей даже, ну, не физически, скажем так, но даже могли бы и физически, наверное, и вот так всей толпой там в автобусе, когда чеченские два парня какие-то сельские, я вот с ними там со школы возвращаюсь, по-моему, 7 автобус был по Ленину. И вот как на них напали, говорите там по-русски, и с такой ненавистью еще, да, там начали все наезжать. И этим пацанам пришлось выйти там на следующей остановке. Да, они как бы в ответ тоже пытались там отстаивать, но весь автобус как бы на них ополчился. Я свидетель вот этого всего, и потом мы более-менее вот начали уже у нас появляться какие-то права после развала Советского Союза, как у русских. И вот эти русские, которые жили там у нас во втором, третьем, я не знаю, примерно поколении, люди, потомки тех, кого заселили в наши дома, когда нас выслали, и мы все равно очень толерантно уживались с ними. И никакого геноцида русских там абсолютно не было. Я повторяюсь еще раз. Если какие-то криминальные вот эти вот составляющие там элементы там происходили, да, это адрес любого могло происходить. И Сколько в частности, людей осталось? Смотри, я вас перебью, извините. Вы сейчас говорите немножко, ну, Не, я сначала докончу, я сначала все-таки докончу. Я вот вообще-то это несколько тем затронул, это тоже неправильно. Но я шел к тому, чтобы сказать, что вот в эти 90-е годы мы определились, мы очень прекрасную конституцию, наш народ, наш парламент ее полностью основал.
потом наш народ это все принял, и у нас есть очень неплохая конституция, закон нашего государства от 92 года. То есть и мы пытаемся, и вообще мы в дальнейшем объединяться вокруг чего мы хотим, это объединяться вокруг нашего чеченского национального интереса, чеченского национального самосознания и на основе нашей конституции, всенародно принятой до того, на которую менять или сходить с которой мы не имеем права до того момента, пока чеченский народ снова будучи свободным, не вздумает вот поменять там что-то или же поменять ее полностью, если хочет, проведя референдум и так далее. Какие-то родоплеменные, если вы хотите нам приклеить то, что мы как бы стоим на позициях какого-то вот этого вот исторического нашего наследия, там, на родоплеменных каких-то вот этих ценностях, тут вы уже лукавите, наверное. Если... Смотрите, Потому что ничего подобного. Да, во время Советского Союза, во время войн, русско-кавказской войны 19 века, когда надо людям выживать, конечно, там будут какие-то институты, как вот это черед, жалости, кровная месть, какие-то институты, которые будут общество там как-то регулировать, пытаясь выжить во время войн, пытаясь выжить во время совка, да, люди как-то вот этим вот все-таки как бы основывались на вот эти моменты. Но потом мы шли до уровня на нации, провозгласили намного раньше Русни свое государство и жили лучше, как бы экономически мы жили намного лучше уже на вот этот период, пока на нас Россия не напала. И вот на этих позициях мы, как бы на позициях нации своей чеченской, на позициях государственности нашей, вот на этих позициях мы и думаем двигаться дальше. Вот такое Смотрите, вот я вас понял. Вот ваш сейчас спич, он адресован тем, которые, другим людям, которые, там не жили. Это им адресован, и я же знаю все немножко, мы между нами чечен, у меня в армии была кличка чечен. Вы ногчи, а я чечен. Я представитель чеченского народа, я уже так разделяйте. Мы там, кто все жили, мы представители чеченского народа. Я там приезжал куда-то, ты представитель Чечен Ингушетии. Да, ты чечен, я говорю, да. А вы ногчи. Значит, смотрите, я понимаю ваш спич, потому что вы находитесь в группе так называемых сторонников Конституции 92, там потом изменения кто-то, так. Это ваш спич на то, что вы сейчас говорили, вам могут поверить те, которые, там не жили, не знают. Экономика была развалена, люди убежали. До начала Первой Чеченской, сколько там осталось у нас людей в Васиновской, в Розном, специалистов и тех, кто жили там, не чеченской национальности. Мы это знаем прекрасно. Вот. Мы знаем правду. И вы знаете, и я знаю правду. Я дам вам полукавить дальше, просто не перебивать. Не, это понятно. Да. Смотрите, тех, кто нас сейчас слушает, тут некоторые люди со стороны, какие-то спецслужбы слушают, которые спецслужбы там западные, они все прекрасно знают. И я об этом, я в курсе, у меня там есть знакомые, которые, которые там знают, что знают западные спецслужбы. Те, которые не знают, что такое в Чечне происходит, там в Украине, они могут там меня слушать, вам поверить, мне поверить. Они вообще ничего не понимают, что происходит. Они вообще не понимают, они никогда это не поймут. А мы-то с вами знаем. Поэтому мы знаете, вы сейчас отвечали не мне, понимаете, вы не мне отвечали, вы на внешнюю аудиторию. Вы работали на внешнюю аудиторию. Да, вы тоже сейчас пропагандируете на внешнюю аудиторию, на аудиторию тех, кто вообще не в курсе событий. Поэтому да, хорошо. Да, тут нужно все-таки с доводами как-то вот это приводить. Давай,
Да, то, о чем вы говорите, да, там, Смотрите, то, что что я говорю. что Да, да. якобы там все развалилось, не развалилось, это вообще не соответствует действительности. Весь Советский Союз развалился, да, такое было. И во всей России была... Совершенно верно, Ибраим. Вся Россия была в этой экономической ситуации. И бывший Советский Союз, постсоветское пространство. Да, да, не Почему-то все, только о нас говорят, когда об этом не речь все. заходит. Не, В- дело в том, что, Мика, подождите. Дело в том, что русские, которые там проживали на территории Чеченской Республики во втором, третьем поколении вот этих вот новых, короче, хозяев в наших домах, короче, абсолютно ни нами, никем, туда не приведенными, да, которые пришли в наши дома уже после нашего геноцида. Вот эти люди, они после развала вот этого Советского Союза, я же это четко знаю тоже, я сам свидетель вот этого всего, у них вот такая какая-то, ну, психологическая травма, да, вот этот Советский Союз, он сломался, и тут у чеченцев появилась такая свобода, да, тоже селиться в городе, да, там, в их столице своей республики, да, потому что доселе они не могли там селиться, не могли Вы даже сейчас приезжая, говорите, вы приезжая, сейчас говорите приезжая, неправду. подождите, приезжая с какого-то села, с населенного пункта до вечера, там, если какой-то контроль бывал, то им надо было покинуть, если они конкретно там, или адрес где-то, где они там остаются с ночевкой и так далее. То есть вот эти вот все моменты после того, как Советский Союз он развалился, чеченцы начали иметь возможность и селиться и в городе, и иметь там, и как русские, дачу, возможность, да, и чуть-чуть начали иметь возможность жить нормально, как и вообще люди живут в мире, да, на тот период. И вот это вот как бы такое уравнение, да, когда чеченцы в правах выровнялись с русскими, которые там жили, они это тоже посчитали неким геноцидом, потому что как это вот эти вот какие-то, они вот сейчас имеют права, как и мы здесь. А мы вот доселе, которые их там могли прижучить где надо, полностью как бы обладали здесь правами, и наши были и в этих правоохранительных органах, и везде, и как бы вот это вот в нашу сторону могли там любое дело, производство и так далее потянуть, да, на свою сторону одеяло. То есть и тут вдруг все уравнивается, да, и вдруг чеченцы после развала Совка, когда русские, созданная вот эта русскими система, она не смогла их уже как бы обеспечивать, да, во всей вот этой бывшем постсоветском пространстве, то чеченцы сразу же овладели вот этим вот предпринимательскими делами, то есть уже будучи немного такими натренированными, вот такой вот ситуации, да, когда надо уметь выживать и так далее. И чеченцы раз, аккуратно начали на ноги становиться, начали ездить в Турцию за товарами, там, в другие какие-то регионы. И очень даже неплохо, тем более у нас в государстве полностью свободная вот эта экономическая зона, то есть от налогов были освобождены все. И люди начали нормально выровнялись, да, то есть уже русские и чеченцы стали на один уровень. И вот в этом вот русские посчитали, что их загеноцидили. Вот такой вот психологический такой удар, вот как будто бы это им чеченцы развалили их Советский Союз, чеченец Ельцин, чеченец Кравчук и вот этот третий, которого я забываю. Эти трое сели, бахнули там, подписали и отпустили вот этот Советский Союз, чтобы облапошить весь мир как бы в прошлое. То есть как будто бы это все сделали им чеченцы, да, и вот чеченцы в своем государстве стали во главе. Тут, понимаешь ли, у них сейчас по ходу будет начинаться
вот такая как бы система, да, когда все школы будут переводиться на их государственный язык, будут все предприятия, все переводиться тоже. И вот такой вот психологический вот этот перелом, он, да, он был. Это надо отдать должное, да, такое было. Но извините уж, вот так вот мы тоже имеем право на Вы с своей какого года территории. жили в Грозном? Вы Я, лично с какого вы я жили в Грозном? лично, У меня вопрос. Там Заза говорит, она в центральной школе училась. В первой или во второй вы учились в центральной я школе? в первой учился, я в А я 22-й во второй учился. учился. Я во второй Да. учился. Там был Лопатин директор, потом стал Гучигов, которого я там Ну, вы чуть очень не был. интересно с Асиновки ездили Значит, до смотрите, Грозного учиться во вторую школу. для тех, Очень кто, интересно. да, смотрите, для тех, кто не жил в Чечне, смотрите, значит, где-то с начала 80-х все, значит, там торговля, милиция и в обкомах, там в КГБ было, значит, в милиции я имел приводы, ну, я такой, имел приводы в Ленинске, райотдел, в Старопромысловске. Там я ни одного русского не видел в милиции. В торговле все были чеченцы, ну, что были. Вот, поэтому тут на заводах, да, там, где надо работать по 8 часов, Ну, вот там, это у вас лукавство, да, ни одного чечен, ни одного русского вы не Вообще, видели. я, вообще жесть, Ибраим, что Беленькие происходит. такие русские, да, там они везде. я имел В приводы Советском в Союзе чеченные Старопромысловске все, не РОВД давали и им в Ленинске работать. РОВД. Один очень, пожалуйста, одну минуту, я не буду Не, смотрите, эмоционально поэтому говорить. я прошу вот этих, мой совет, не допускайте грозненских ногчей, грозненских, которые были прикормлены советской властью. Мы, например, Я хохлы, мы абсолютно хохлы согласна, были в худшей я с вами ситуации, участвую. казаки, а Ага, вот, ногчей Арчи, у меня к прикормили. вам вопрос. Не допускайте грозненских ночей, блатных, прикормленных советской властью к руководству будущей Ичкерии прекрасной. Ни в коем случае их не допускайте. Хорошо. Шариатская, У меня да, к вам один шариатская вопрос будущее. есть. Да, у меня один вопрос к Дон Арчи. Вот пока мы от этой темы не отошли, и вот кто здесь хорошо знает, просто поправьте меня, если я ошибаюсь с датами, где-то до 70-го года, 1970 года, чеченцев даже не прописывали в Грозном. Те, которые работали на заводах и прочее, им там выделялись какие-то хибары в Старопромысловском районе, какие-то там вообще там были временные какие-то строительства, вот там они получали какие-то комнаты типа общежитий. Но чеченцев не прописывали. Была какая-то каста, которая проживала в Чечне. Я так думаю, это те, которые, когда нас сослали, какая-то часть чеченцев осталась. Вот их семьи, там, родственники, наверное, они. А вообще, в общем, чеченцев до 70-го года не прописывали в Грозном. Потом еще, поправьте меня в дате, может быть, чуть раньше отменили этот закон, или закона, может, не было, негласно это все было. Потом Ибраим затронул эту тему о том, что не разрешали говорить в школах, в классе, в общественном транспорте, нигде на русском языке. И сейчас вот у меня вот такая вот ассоциация идет. Я сейчас закончу. Да. Тесла, я сейчас закончу. Вот у меня такой вот сравнительный такой вот идет это самое, да, я сравниваю теперь эту ситуацию с чеченцев после того, как нас после высылки нам разрешили вернуться домой, наша ситуация, и которая сложилась ситуация в Чечне, когда мы объявили суверенитет, в момент, когда все постсоветское пространство просто утонуло в криминалитете и в нищете. Это же Украина, Молдова до сих пор впроголодь живет. До сих пор. Вот, например. Вот давайте сравним теперь эти две ситуации. Что вы скажете по этому поводу, Дон Ахчи? Вот я хотела бы услышать ваше мнение. По 70-м я там все, я с вами согласен, это все в курсе. Уже, ну, смотрите, я очевидец и стараюсь, ну, как бы говорить правду, потому что, как бы, ну,
Я немножко верую, стараюсь быть, ну, как верующий человек, О, нельзя брехать. вы мусульманин, Подождите. наверное, Не, я не мусульманин. Я православный. да, у меня там дед старообрядец, и я держусь этих, больше этой линии. Машаллах, машаллах. Да, я как бы в церковь у нас, дед, он дома молился, он никаких не ходил ни с какими маршами, ни с христовыми походами и так далее. Да. Там можете передать там Станицы жили, телефон твой. рядом с нами жили чеченцы в станице. Это отдельная тема. Пускай вот собеседница ваша тоже присоединится. Не комментирую. Ну ладно, тут это самое. Давайте поправьте Ника. Не разрешали говорить на русском, Эйларон. Ты ошиблась языком. Запись он, поэтому поправьте. Да, на чеченском. Да, на чеченском не Вот. разрешали. У меня Смотрите, тоже, я не про то. Ибрагим, Я, короткий смотрите, в вопрос к 80-х нашему годах, гостю. можно сказать, в 80-х Короткий годах, вопрос и сразу ответите, да? Вы утверждаете, что в 90-х годах, в начале 90-х страна лежала, Чечня лежала в руинах, не в руинах, а экономически, короче говоря, упадок производства было на нуле. Тогда почему первые бомбежки пришлись на заводы? У меня дядя родной работал на заводе, до этих бомбежек завод работал. ну, не на нуле, а уже не на тех показателях, которые были раньше. У меня тоже двоюродный дядя там до 96-го года досидел в 3-м микрорайоне. Он там, ну, работал там, сами знаете, там как это уже было такое частное, там мутный, ну, то есть не те объемы. А потом пришли там Веденские, Так это сказали, было по всей стране. А почему Ну, вы говорите, смотрите, что вот в Чечне так было? смотрите, вы опять, смотрите, что вы сейчас говорите. Что значит, по какой стране? Это же была Ичкерия независимая, вы прекращаетесь. Постсоветское пространство. Ну так вы, потому что нас слушают другие, это я понимаю, а другие думают, что за бред вообще по-советски. Если вы тоже будете, тоже будете как бы по-советски, надо, вот я тоже тут в Украине тут говорю, вы равняйтесь хотя бы на прибалтов, а не надо тут постсоветский, независимость. Надо было в Чечне объявлять не независимость, а о декларацию восстановления это державной, ну как бы государство, ну как восстановление государственности. У вас была государственность до Ичкерии? Была? Горскую республику? Не, раньше, может, я не знаю, там, при Нет, шейхе. грузины как раз таки этим воспользовались. Горскую воспользовались. республику. Правильно, Горскую республику, например. Не получилось, потому что в Горскую республику входила Осетия, там, все. То есть это не получилось. Ну еще бы осетинов заставили, ничего. Не надо. Объединились бы, мы бы вам помогли. Это вообще-то прерогатива России заставлять. Давайте я поставлю экономическую ситуацию. Можно я про экономическую ситуацию? Все заводы работали. То есть до того, как их русские не разбомбили, там все работало. И я помню только там был армянин директор, он на Старопромысловском какой-то завод был, он все оборудование вывез. То есть банально все украл и перевез куда-то в Россию, никого не спросив. Вот только такие вещи там делали, никто, вот эти бывшие, кто там, да, там вообще чеченцев, глав предприятий практически не было. Там были либо армяне, либо там, не знаю, Галгай были даже. Да, одно там вообще... Знаете, что, по-честному, да, не тоже. Это большая редкость в Грозном. Просто таки, супер большая редкость. Тесла, вот у меня мать работала в этом микрорайоне, промавтоматика. И это такое еще для этого, привилегия это была, что она там поваром устроилась. Потому что чеченцев там на пальцах можно было пересчитать. Ингуши чуть-чуть получше там даже и то имели. На кирпичном заводе все чеченцы вот эти кирпичи делали. Все. Их привозили с сел, они в этом смену делали и уезжали обратно на автобус. И вот так пазиками туда-сюда. Вот этот президентский дворец,
Вот его, вот этот как вот так, горсовет называют, как его строили, моя тетка строила. То есть она там штукатурила. То есть его чеченцы строили. Чеченцы строили в Грозном огромное количество зданий, но никогда не получали ни квартиры. То есть там завозили там кого-то там с Казани, с Рязани. Просто завозили, давали квартиры. Я кучу таких историй знаю. То есть направление, там кто-то там закончил что-то, направление Грозные квартиры. И так нам навезли азербайджанцев, армян, там кого только не было, короче. Много русских очень, короче. Вот так привозили. И вот чеченцы продолжали работать на кирпичном заводе и строить вот эту, потому что строителями русских там не было. Там только чеченцы занимались стройками. Продолжали строить эти здания бесконечные в этом Грозном. А заселяли туда по разнарядке, короче. А сами чеченцы никаких квартир не получали. Все дома чеченцы строили сами. И не было ни одного дома, построенного русскими самими. Им государство строило. То есть, вы представляете, я когда я жил как минимум в 6 местах. То есть я постоянно, меня отец на шабашку возил с собой. Там вот в этих огромных селах, они потом уже к концу начали пустовать, ни одного дома не было построенного самими вот этими хозяевами в Советском Союзе. И когда я вот приезжал домой, у нас вот все село – это дома, построенные самими людьми. Замечаете разницу? Все правду говорите, я это знаю. Смотрите, я не завезенных русских, там аски, я из сунжских казаков. Мы ничьи дома не занимали, мы в станице строили дома сами. В Грозном у нас там квартира была, мы ничьи квартиры не занимали. Это, мама там много лет работала, получила квартиру. Вот, то есть Получали. все то, что вы говорите, все правильно, так это соответствует действительности. Может, кто-то там, говорят, кто-то чьи-то дома, какие-то русские когда-то там занимали, чьи-то, да. Я знаю, там, когда выселяли в Русмартан, Хоймартан, потом они вроде оттуда уехали. Почти все знали. Я Я вам расскажу, как мои предки дом свой Моя назад бабушка, получили. Мой моя дядя, бабушка например. несколько месяцев в палатке напротив своего дома жила, чтобы украинцы оттуда выехали. Там жили украинцы. Несколько месяцев она с детьми в палатке жила. Почему вы решили, что там жили украинцы? Потому что она знает, кто там жил. Она-то с ними общалась каждый день. Они-то, в принципе, она с ними не воевала. Она от государства требовала, чтобы вернули дом. Они освободили дом? Они освободили дом? Мика, они освободили дом? Да. Вот украинцы молодцы, освободили. А наши не освободили. Да, я свою историю скажу. Когда у нас дедушка и вот эти померли, то приехал мой дядя, то есть брат моего отца, вместе с отцом, только их двое осталось и 2 сестры из этой нашей большой семьи, только они остались. Они назад приехали, и вот мой дядя, то есть старший брат моего отца, он в этом Казахстане вот все эти 13 лет в ссылке работал на тракторе. Другой дядя работал на свинцовой шахте. И вот все деньги за эти лет, что они там заработали, вот за эти, представьте, за все это время, что они заработали там, они когда вернулись, вот их непостроенный ими дом, вот это в селе, там была русская женщина. И она не захотела отдавать этот дом. Там большой огород, дом. Она сказала, не отдам. И они тоже, вот как сейчас она говорит, устроили там палатку недалеко. И жили вот в этой палатке. И она не уходила, так и не ушла. И все вот эти деньги, которые мы мертвые дяди вот заработали, отдали этой женщине, чтобы она освободила этот дом. Вот такие истории сплошь и рядом там были. Она взяла эти деньги и уехала. И эта женщина просто была какая-то беженка из России. Ее просто взяли туда и перевезли, и поселили. И так эта история повторялась почти что с каждым домом. Для меня эти факты подтверждают то, что геноцида не было, потому что даже в такой крайней ситуации люди не прибегали к насильственным действиям. Даже вот такой справедливый. Могли вызвать и сразу посадили бы. Смотрите, мы говорим не о тех, которые возвращались с депортации, а о 90-х.
тех, которые с Российской Федерации, с Красного пояса, эти русские, как вы говорите, там, мы их казаки называли лапотники, значит, которые за советскую власть были, мы их больше не любим, чем вы. Вот, потому что, к сожалению, там ингуши 90% поддержали советскую власть, чеченцев 2/3. И советская власть, когда вернулись депортации, там по каким-то договорам, не знаю, с Западом или с арабами, мы, например, в социальном плане, казаки, мы были в худшем положении, чем вы. Я это могу привести примерами и доказательствами. Поэтому нас мешать, сунжских казаков там может, не знаю, гребенские, я их плохо знаю, а это другой народ. Мы, сунженские, оказались в худшей ситуации социальной в плане, как, продвижения где-то и так далее, и так далее. Это я на своей семье знаю. А как вот... Поэтому Дон, нас я не пойму, мешать с какой-то с русской элитой как из советской, помовской Сундинского, или заселенными в ваши дома не надо. Мы как вам другой вообще народ. удавалось из Сунжинского района каждый день ездить во вторую городскую школу? Вот это мне очень интересно. У вас Нет, что, личный смотри, вертолет был? нет, не так было. У меня отец с Дона. Значит, у меня мама жила в станице Асиновской. Мой отец сам с Дона, с Верхнего, с бедных регионов. Когда Хрущев распустил армию, да, вот это сокращение армии было, он приехал туда, там думали, что он типа в отпуск. Он взял манатки и уехал в Владикавказ, там был его родной брат. И он там жил на съемной квартире. Убежал на Кавказ, потому там было сытнее, больше, лучше жизнь. Его в командировку направили в Асиновскую, они там бамути вот эти там шахты или что строили. А потом он в Грозном оказался, он устроился в Кэч, он не военный, а как гражданский специалист, он там слесарь и так далее. Ему дали ведомственную квартиру во втором военном городке. А вы знаете, Дон Ахчи, вот вы сказали одну фразу, что мы сейчас говорим не о тех временах, а о 90-х. Я просто хочу здесь сказать, почему я говорю о тех временах и о 90-х тоже. В те времена была хоть какая-то государственность, и были такие нарушения прав чеченцев. А 90-е годы это развал, был практически развал такой огромной страны, и потом все это захлестнуло нищетой и криминальностью. Это раз. Второе. Вот я еще что-то хотела сказать. Блин, вылетело из головы. Ладно, вспомню, скажу. Поэтому я сравниваю эти ситуации. И я буду их сравнивать. Для вас это не важно, что было в 60-х, в 70-х годах, а мне это важно. По поводу 90-х, Смотрите, 90-х, по крайней мере, вы сейчас не в правы. Чечне Зачем вы было... за меня делаете выводы и вешаете ярлыки? Не-не, извините, Дон Ахчи, там в 90-х годах в Чечне было намного лучше, чем в других республиках или даже и по России в то время, которое создавалось. Совершенно Единственная верно. Совершенно верно. получшая обстановка была в то время в Украине. Не на Украине, а в Украине. Обстановка была немного лучше. А так оно было по всей России. Криминал зашкаливал в то время. Вы должны это знать, Кстати, потому что вы есть жили такая в тот статистика. момент уже не в России, получается, так скажем. Вы сами сказали. Есть такая статистика, пока вот тоже не отошли от этой темы. В Москве только из канализационных люков вытащили 15 тысяч пенсионеров, которых убили за квартиры. Это которых только из канализационных люков вытащили. Я уже не говорю о тех, которые пропали без вести, о тех, которых просто убили и нашли в своих квартирах. Или которых просто выжили из этих квартир. Да, кстати, вот я вспомнила, что я хотела сказать. Вы говорите, не надо меня мешать и прочее. Но вы же нас мешаете со всеми этими криминальными элементами, которые там убивали не только не чеченцев, но и чеченцев тоже. Вы это как вот упаковали в геноцид и обвинили весь народ в этом геноциде как бы.
Хотя геноцид это немножко другая, оно имеет немножко другое определение. Вы нас всех под одну гребенку подгребли. Для меня, например, те, которые проживали, приехали в Чечню, я знаю, что их тоже как бы заселяли, но вы все тоже для меня практически одинаковые, которые проживали в наших домах. И Я вас всех дополнительно тоже считаю добавил, одинаково, понимаете? Я к вам тоже до одинаково ко всем отношусь. до Навчи. После Первой войны в 97 году я купил брату дом и себе дом, заплатил этим людям, загрузили их, ну, у одной семьи, армянской семьи купили дом, второй дом купили у русских, загрузили в машины ихние пожитки, так сказать, и с деньгами их вывезли в Ставропольский край. Взяли у них Же и мы квартиру получили деньги, Дон, Это был 97-й год. Şu перебито Эмирдл Хаттер. Соболезновать. А там Да, они да, еще да, я- отказные за эти квартиры получали. Смотрите, ну тут за меня тут. Что... Поэтому вот такой Подождите. большой процент как бы выгнавших из Чечни, потому что они, кстати, они всегда договаривались, очень дешево все это продавалось, и они говорили, документы мы попридержим. И в Чечне можно было их восстановить, в общем, сами знаете, да, как эта вся структура тогда, за деньги можно было сделать все. В общем, они этими документами уезжали, они брали деньги за свое имущество, документы забирали с собой, а потом в России делали документы, которых выгнали из их домов. Поэтому такой большой вот процент. Я могу допустить, что кто-то бросил свое жилье и уехал, но в основном они забирали с собой документы, и там получали компенсацию на свое имущество. Поэтому, наверное, и получилось так, что их всех бедолаг выгнали. Я, например, ни одного случая такого не знаю, чтобы их без денег отправили, просто выгнав из квартир. Лично я, мое окружение, никто такого не сделал. Можно я отвечу? Вы же сказали, что я всех там обвиняю. Я же не всех обвинял. Я режим Дудаева, московский режим. Я же вас лично не обвинял или лох я тут. Иногда реплики Когда вы вставляют. говорите о геноциде в Чечне, вы обвиняете нас в этом. Ну, Свободела. Режим, подождите. Режим Дудаева боролся с этой преступностью. Вот когда были такие налеты, да, на вот эти поезда, Баку-Ростов, например, да, Баку-Ростов или Москва, да, Баку-Москва через Ростов. Вот, например, такие поезда, да, которые проходили через Чеченскую республику, вот там были вот эти вот вылазки вот этих преступников. Один из этих преступников, который возглавлял банду, это вот был Ямаев, да, герой Российской Федерации. Да. Потом были другие банды, да, в виде банды Лобазанова, который полковник ФСК, на секундочку, да. И вот такие моменты там, да, много было таких моментов, таких ситуаций. Но вот вы сейчас говорите о геноциде, даже если говорить о геноциде, и вы назвали, что какую-то семью Асиновской убили, всю семью, за принадлежность к русской национальности. Да, вот это вот русская семья, ее фамилия, улица, где они проживали, это важно очень, понимаете, вот такое обвинение. Вот сегодня в Чеченской Республике действует полностью русская власть, то есть русская террористическая власть, которая имеет полностью возможность расследовать все вот эти акты геноцида, если они присутствовали, да, они бы это уже 100 раз сделали бы, если бы там такое было бы, раскопки какие-то, да, там захоронения и так далее, привлечение к ответственности преступников, кто это совершал. Почему это не происходит там, вот, как это так? Потому что эта власть, она была соучастником этого геноцида.
Так Ну, это же не получается, геноцид получается. Так это же, московская так это власть, же получается, московская что власть Москва была мочит соучастником. своих русских, понимаете? Мы, Москвичи русские через своих ФСБшников, ФСКшников, хреноспрешников мочат своих русских, чтобы потом замочить чеченцев. Как это было со взрывом в Буйнакске, 2 дома в Москве, 1 в Волгограде, и потом Рязанский сахар, учение, которое на 75 Молодец, лет Ибраим. засекретили учение с рязанским сахаром, понимаете? Вот геноцид чеченцы устроили. Ибраим, вот то, что ты не понимаешь, в что начале 90-х, можно скажу? В начале, Сабурдел. Подожди. Ты знаешь, что такое логика вообще? Сейчас за логику скажу. В начале 90-х Ты себя там станицы закопал начали в называть начале населенными 90-х, не пунктами. 90-х. Нас Ты там назвали наговорил русскоязычным кучу всяких. населением. Мы тебе все твои аргументы опровергли. Принесли доказательства. Причем доказательства, которые озвучены самим тобой. Дай мне Понимаешь? сказать. Ну, дай мне сказать, мне сейчас тут говорили в мою сторону. Мы, сунжские казаки, никакого отношения к русскому народу не имеем. Не надо нас туда Подожди. путать. Стоп. Мы есть, Сужеские казаки, откуда? Где ваша родина? мы Где этнические ваша украинцы. родина? Вы нас Где вы, ваша назвали родина? тульские казаки, либо уйдете с наших землей, Подожди, либо мы вас подожди. уничтожим. Понял? Да, Сужеские хорошо. казаки, Это уже, подожди, Да. это уже тут провокационные выпады, мы вас Нет, не уничтожим. провокационный выбор. Послушай меня Свобода, внимательно. подожди, Говори. подожди, тут не надо нам, тут это в личку можете себе переписываться. Знаем мы эти, здесь всякие приемчики вот эти ваши, да? Вот даже Дон Ахчи, который с нами здесь на площадке, да, которые, может, слушают и представители других национальностей, как мы знаем, да, вот здесь мы все такие хорошие, друг с другом разговариваем. Мы же прекрасно знаем, будь Дон Ахчи вооруженный в кругу своих каких-то вот этих ребят, каких-то правоохранителей русского террористического образования, как бы они с нами разговаривали, это же мы тоже прекрасно все знаем, да, здесь мы вот вы на этой площадке ведем чисто по-чеченски вот такую беседу, максимально соблюдая там культуру общения. Но в другой ситуации Сабурдел, такого я же очень прекрасно не в мы Москве понимаем. нахожусь. Я же уехал в Украину, я в Так Киеве это, нахожусь. так это без разницы. И в Киеве, и здесь, Потому что я здесь этнический по всей украинец. Европе, здесь по всей Европе напичкана хорошими русскими имперцами. Вся вот эта Европа, она Потому уже что мы засратая. этнические украинцы. Вы нас Ну, хохлами называли. Мы я этнические не знаю, украинцы. Мы пели песни на украинском языке. У нас имена Павло, Петро, Василь. В станицах Сунжской линии мы пели украинские песни. Мы болели за Динамо Киев футбол. Мы никакого отношения к лапотникам, к русским россиянам. В Москве не имеем. Это наши враги. Это наши враги ну, 17-го года, кровные я не враги, знаю, кто для вас враг, с кто для вас которыми друг. Но ингуши судя по вашей 90% риторике, вместе судя по против нас вашей воевали, и риторике, 2/3 чеченцев. Но по ваш враг вашему... вас Этнические привел на украинцы. Кавказские земли и заселил Это вами другой наши вопрос. Кавказские земли. Но это ваш Это враг. другой вопрос. Это ваш враг. Просто чтобы вы не путали нас с русскими. Можно Мы добавить? этнические украинцы. Можно добавить. Вообще-то Не надо нас казаков... путать с русскими. Леха, Вестон. Дон Ахчи, вот смотрите, когда был Голодомор, вот в Донецке, Луганске, куда завезли потом вот этих лапотников, как вы называете, эти лапотники проходили через Кубань, проходили через Ставропольский край, доходили до Чечни, в Чечне их принимали, их кормили. Правда, Правда. было так, что Это в правда, советских, подожди, послушайте, их кормили так, как могли потом приехать НКВДшники в то время, получается. Днем они прятались в лесопосадках, их просили, чтобы могли этих выслать и тех выслать, поубивать там местных, кто их принял. Ночью они ночевали в наших домах. Когда они уже уходили, получается, небезопасно было, когда они уходили, оставляли своих детей в этих семьях, где их принимали.
Почему-то в Ставропольском крае их не приняли. Там же тоже были также хохлы и лапотники были. В Краснодарском крае их тоже что-то не оставляли, боялись. Потому что, хотя там находились большинство, жило тех же украинцев. Там, я не буду их хохлами называть, те же украинцы были. Они сами себя потом называть начали хохлами. Вот это было. Как может быть так, что мы кого-то там геноцидили? У нас нету этого привычки. У нас нету той привычки там бегать по аэропортам и заглядывать в самолеты, в двигателя самолетов, искать евреев. У нас этого нету. У нас, если есть кровник, и выходишь, ищет своего обидчика, ищет. У нас нету, что толпой все бегают и бьют морду, как по России. Там где-то что-то там сделал, получается, это как его, из Средней Азии, там, таджик. И там все России поднимаются, бегают, бьют морду, и у нас такого нету. Но у нас что, вы прекрасно это знаете. Я Если вы у подписываюсь. нас Вот, жили... я вас иногда слушаю, вот реплики ваши. Вот в моем понимании вы как бы самый адекватный, даже по акценту, наверное, я так, скорее всего, такой чеченец Грозненский давно тут, даже по акценту. Я 100% правильно говорите. Я ж не обвиняю весь чеченский народ. Я там определенные личности и режимы. Не Ну, надо, когда Донахчи, вы говорите геноцид, это не соответствует действительности. 91 год, посмотрите статистику, получается. Самый спокойный район, самая спокойная республика была Чечена-Ингушетия на тот момент. Там не было преступности вообще, можно сказать, по сравнению по всей России, даже Москву взять, уже Питер взять. Там намного криминальной, даже и в Украине было намного криминальная была обстановка, чем в Грозном, в Чечне. может быть, просто накидывать. Просто берете статистику, смотрите те года, какая была статистика. Они сами об этом заявляют, сами говорят. Не было этого, что там где-то кого-то там криминальное было, получается. Но криминальное вам открыли, кто они были, получается. Лобазановы были, банда Лобазанов, которых вооружила на тот момент Россия, дала деньги, дала оружие на вещи, и они на джипах ездили в те времена. Да, и с ними Дудаев боролся, с ними воевал, Басаев воевал с ними. И их выкинули из Грозного, они там значит, убежали, плохо сделали боролись, оппозицию. понимаете? Да, Не, для западных стран те же спецслужбы. Оппозицию содержала Россия. Оппозицию содержал Авторханова. С Гебелевой трудно бороться. Да. Деньги раздавала, приезжал это даже Руслан, Хазбулатов приезжал, раздавал деньги этой оппозиции. Мы это все знаем же, получается. Ну, нужно хотя бы для объективнее быть для себя, не просто голословно бросать слова, что там геноцидили. Не геноцидили, не было. Были криминальные какие-то элементы, это было, мы не отрицали. По всей России все это было намного сильнее было, 10-20 раз сильнее было. Здесь тоже эти элементы были. Дудаев создал специальной группой реагирования. Если где-то что-то случалось, позвонили, вот когда вот что-то такое получалось, он наоборот больше внимания оказывал тем русским, которые там жили, получается. Что вы потом не называли, что не говорили, что геноцидили. Вообще-то по национальному признаку преследовали как раз-таки чеченцев, там, в Ставрополе, вот в этих приграничных регионах, где наши чеченцы проживали, да, там кто-то скотоводством, где занимался, там, земледелием, как раз-таки именно вот этих вот людей. Сжигали их дома под руководством милиции и выкидывали их оттуда, это было. Я знаю это, я же это не отрицаю. Я знаю это все. Появился, я хотел тебе вопрос задавать. А где твоя родина, Донахчи? Ну, если я в Грозном родился, где моя родина? Не родился, а вот родина, где твоя? Вот ты себя обозначиваешь казаком? Где родина казаков? Слушай, смотри, вот как бы юридически, например,
давай так, вот я, как бы, мы на тот момент жили в Чечено-Ингушетии, да, она стала республикой Ичкерии. Мы для внешнего мира, например, я там родился в Грозном, но я не Нохчи. Как меня называть? Как меня должны называть? Подожди, ты сейчас путаешь. Я вот конкретно знаю, что я чеченец Нохчи, Да, потому что это моя земля, у меня есть да, тейп, род, да, фамилия, у меня да. есть генеалогическое древо и так далее. У меня есть культурные составляющие, национальные составляющие, социальные составляющие и другие. И Я вот понял, смотри, вопрос я тебя тебе, понял. где у казаков родина и культурно и так далее, соответствующие составляющие? Отвечай. Можно тебе провокационный вопрос? Вот я, например, Любой провокационно давай, ну, любой. когда смотри, ты там тейп, ты культурный, ты там коренной, там тейп, все у тебя отлично. А я, например, ну, убежал туда к вам, ну, по каким-то, или убежал, или меня туда по жребию, как моих предков, туда отправили. И вот я там оказался, ну, я там живу, и я себя веду хорошо, например. Хорошо Ну, в веду. любом случае, это не отменяет того, что это не ваша родина. Родина у вас, вам нужно Хорошо, представить не, смотри. отцов. Да, летишь, Не, хорошо. дай им поговорить. Да, хорошо, это не моя родина, ну, там, сколько поколений там мы пожили. Хорошо, а вы можете принять, что когда-то вы это согласитесь, что это и моя родина, если я буду как бы, ну, как бы жить там. Так мы не отрицаем это до нас, что это твоя родина. Если у нас и есть такие даже тейпы, получается, ну как фамилии, получается, через 7 поколений это становится чисто чеченцем, становится через 7 поколений. Если он соблюдает наши законы, соблюдает культурное наследие, ну, соответствует, получается, ведет себя так же, как и мы, это не проблема, это никакой проблемы нету. Сколько у нас таких, получается, из Кабарды, Леха из Кабарды. Бехмабила. Да, я вот про то и говорю. Дон Ахчи, я тебе задал прямой вопрос. Куда Да. ты бегаешь? Отвечай. Где родина казаков? Давай. Моя родина, смотри, значит, короче, значит, у меня там чеченец был, друг есть. Ты дай бог опять ему. улетел. Да, подожди, Конкретно. Вот дай скажу. подожди, вот ты мне сейчас скажешь, где родина моя, где чеченцев, я тебе конкретно могу сказать, не задумываясь, да? Теперь давай не виляй и говори, я тебе задаю вопрос. Где твоя родина казаков? Давай, отвечай. Ты мне дашь ответить или ты мне будешь за меня отвечать? Смотри, у меня там близкий друг был, дай бог ему здоровья, надеюсь, он живой. Мы так дружили, и я ему обязан, как бы, вот, и я там говорил, что я всегда приду на помощь, там, как бы, наезды были там, как бы, ментов и так далее. Отдельная тема, давно, по молодости. И вот он меня в шутку называл, говорит, он мне придумал новую национальность, чехол, чеченский хохол. Ну, я себя, давай так, я чеченский казак. Вы Нохчи, а я чеченский казак. Вот я так себя, значит, как бы идентифицирую. Как бы ты ни... У меня в армии эти русские, там, Рязань, Воронеж, у меня кличка была Чечен. Все правильно говоришь. Приехали Где ты грузины, родился, говорят, там твоя кто-то родина. с Кавказа есть, он, да там он, Вася в первой роте, чечен. Ну, они ко мне пошли, я с ними на дембель ехал. Они меня все воспринимают, что я чечен. А ты меня хочешь куда-то отправить. Я там, что, куда мне, на Луну лететь? Ну, давай я на Луну улечу. Вот правильно, Лох Ях сказал, тут он много, я вот слушаю, он часто, ну, я с ним вообще там 99% согласен. Он здравые мысли говорит. Он правильно сказал, если я там живу, соблюдаю, как бы все, как бы не нарушаю, то я еще знаю, ну, я не буду хвалиться, я еще в своем роде тут хороший специалист, я как бы прибыл бы, приносил бы это государству там, понимаете. Вот, я, не выходя из дома, деньги неплохие зарабатываю, потому что я в своей сфере очень хороший специалист, там, хожу там, ну, один из лучших в Украине, в сотню по миру хожу. Ну, не хочу тут эту тему развивать.
В чем проблема? Тебя Ты волнует... так и не ответил. Да я тебе отвечаю, я чеченский Где казак. твоя родина, я тебя спрашиваю? Моя родина Грозный. Как твоя родина Грозный может быть? Ты о чем говоришь вообще? Ну давай так, моя родина Ачхой-Мартановский район. Ачхой-Мартановский район — это родина чеченцев, а ты тут при чем вообще? Аудис? Что ты говоришь? Нет, это родина Нохчи, а я чечен. Это вы Нохчи, а я чечен. Подожди, ты сначала должен определиться, он Нохчи будет, ты чеченец или нет? Если ты чеченец, да, мы согласимся, что твоя родина Чеченская республика. Но если ты говоришь, что казак, подожди. Если ты говоришь, что ты казак, подожди, перебивай. Если ты говоришь, что ты казак, получается, что казачество это родина, короче, в смысле, так получается, что чеченцы, у чеченцев нет родины. Получается, что у казаков есть родина Чеченская республика, а у чеченцев нет. Давай логически. Не увиливай, давай, работай головой, давай, я уверен в тебе. Ну дай мне сказать, подожди, головой там. Он тоже чечен, если он считает себя чеченцем, Да. он чеченец. Не, Всё. вот если он считает себя чеченцем, Если он родился в Чечне, вырос в Чечне, значит Чечня его родина. Подожди, он знаешь, что говорит? Он говорит, что он казак, и что у казаков родина Чечня, Ачхой-Мартан. Не знаю. А что здесь такого? Что, он не может быть казаком и родиться в Чечне, что ли? Не, он родиться может, но родина она не может быть. Чеченцы, у нас много чеченцев родилось в Казахстане. У меня отец, мать родились в Казахстане. Это не родина же. Почему это где ты родился, родина, понимаешь, там, где ты родился? Если он считает, что Чечня это его родина, пускай это будет его родина, нормально это все там. Мы можем, это не надо отталкивать, это родина его. Не, вот именно. Среди нас. Там, но не нужно говорить, смотри, что геноцидили, не нужно говорить, накидывать на свою родину. Не нужно накидывать. Альберт имеет в виду, что он говорит, что если он говорит, что его родина это Чеченская республика, это нормально, как я понял. Да. Но это не родина казаков. Как бы. Нет. Ты это имеешь в виду, Альберт? Нет, конечно, я за себя Это отвечаю. не родина казаков, извините меня. Смотрите. Уважаемый Бамба, он очень хороший знаток ислама. Вот с ним можно тоже вопросы ему задавать по теме ислама. Если вы хотите принять ислам, смотрите, можно скажу? Ты перестанешь ерничать или нет, я не пойму. Смотрите, вы социологические вещи, буквально которые недавно произошли, да, о них говорили, да, и при этом вы свели разговор на то, что начали вот пререкаться с этим человеком, да, который тоже не может на некоторые вопросы там с точки зрения социологии ответить, да, там обширно или конкретно. Вот вы извели на вот эти межсобойчики, а вот у меня там лично, а вот общую картину вы могли показать, да, чтобы он понял, о чем речь. Вы просто перевели там, знаешь, вот ты не чеченец, все, ты плохой, короче. Ты же... Подожди. Альберт, подожди, ничего подобного здесь нету. Ты не чеченец, ты не такой. Тут нормально говорили по темам, максимально соблюдают здесь культуру общения, несмотря что вот наш гость, который проживает в Украине, и в Украине, которая несколько улиц, там каких-то проспектов назвала именем Джохара Дудаева, вот он там называет Джохара, я не знаю, нехорошо, я сейчас не помню именно цитировать, да? Несмотря на это, там, несмотря на другие какие-то вбросы непонятные, там, например, такие как, что мы
по какому-то родоплеменному сейчас движению, этому своему наследию там в Чеченской Республике, как бы практикуем это дело. То есть, несмотря на вот такое, очень максимально нормально здесь общаются. И люди разных мнений, заметьте, абсолютно разные люди. Иван, я понял, послушай. Ну, все королевские и аристократические семьи живут по родоплеменному принципу, чтобы он знал, а не территориальному. В общем-то, просто, которое не народ, а население, да, по социологии, вот, это население живет по территориальному признаку. А вот тот, кто себя считает народом, нацией, да, и нации, скажем так, свободные, они живут по родоплеменному принципу, да, идентифицируют себя, чистоту крови, чистоту происхождения, вот по этим признакам, да, здесь ничего такого нет, если он сказал, но дело в том, что в Советском Союзе, ты же понимаешь, в Советском Союзе закладывали, что это низшая форма развития человека. Ты просто не в курсе, я тебя сразу перебью, потому что... Я немного слушал, да. Чтобы подчеркнуть, что у нас в данный момент во временно оккупированной русскими Чеченской Республике Ичкерия никакие родоплеменные какие-то вот эти наши по наследию культурные какие-то ценности никто не практикует. Все вот эти вот там происходящие процессы, они именно проводятся русскими, но приписываются, вот сажать человека на бутылку, смотри. Русская, издревле, подожди, ты не перебивай, Свободел, ты не перебивай. Русское издревле наследие, культура, обычаи, сажать провинившегося на кол, сегодня переведена в статус вот этой русской милиции, которая сажает людей на бутылки. И это принесли теперь в Чеченскую Республику. Это не есть какая-то культура родоплеменная чеченцев, потому что у нас извращением никогда не занимались. Это вообще противоречит полностью всему чеченскому. Приезжает в Европу русский Тузик Абдурахманов, замдиректора электросвязи, чтобы его здесь устроить в Европе, чтобы ему дали здесь позитив, чтобы он мог здесь пропагандировать молодежи идеологию исламского государства, ему из Чечни, временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, звонит русский чиновник чеченского происхождения и говорит, что он ему провозглашает кровную месть. Это не чеченские традиции, обычаи, вообще от слова вообще совсем. Это чисто русские традиции, которые могут убивать за то, что против чиновника ты пошел, там можно объявлять и кровную месть, и какую-то межполитические разборки какие-то, местечковые и так далее. У чеченцев кровная месть, когда убивают, и то эта кровная месть, она только на период, где нету другого закона, вот там применяется. То есть вот эти, там 1000 моментов сейчас можно дальше приводить по списку, да, то есть все, что русскими проводится во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, не есть абсолютно полная противоположность чеченскому какому-то родоплеменному наследию и так далее. И вот это родоплеменное наследие, мы не собираемся его практиковать в своем государстве, а его применяют лишь в условиях, в которых люди выживают. То есть, когда Советский Союз приходит, он свою гнилую систему приносит, там надо как-то выживать. Когда какие-то войны идут, во время войн людям надо как-то выживать, они какую-то систему устанавливают. Вот так вот она практиковалась. А в чеченском государстве, в Чеченской Республике Ичкерия, есть государственные законы, которым следует все государство. А какие-то культурные там составляющие ценности, не противоречащие законам государства, да, конечно, это все нормально. Всякие традиции, обряды и так далее. То есть этот момент надо четко подчеркнуть. Вот что я пытаюсь сделать здесь. У нас есть Конституция 92 года, Ибраим.
У нас есть Конституция Он 1992 возражает против года. этого, что у нас современности, вот он возражает, что ли, этот Э, хозяин денег? Он якобы, вот как и ты, он недоволен, ну не то, что недоволен, он критикует чеченские родоплеменные какие-то обычаи, которые якобы сейчас чеченцы практикуют, и противопоставляет их шариату. То есть шариат – это якобы высшая степень, на которой, вокруг которой объединяются вот эти политические исламисты, созданные русскими. Буквально, знаешь, Баба, тебя плохо слышно. Сделай анализ. Ты сейчас сам себя за пятку укусил, Ибраим, да? Давай тогда мы с ним будем говорить или с тобой, я тебе скажу, да? Ты Шариат высшая можешь с форма. ним, ты можешь как раз ему, мы тебе короткое время даем, ты можешь его привести в ислам и здесь в эфире шагаду, чтобы он произнес, пожалуйста. Смотри, в ислам, мне те исламисты, которые за шариат, они мне объясняли права меня как другой национальности и другого вероисповедания. Вот эти права в шариатском государстве нас полностью устраивают. Вот если бы они были введены сразу в 91 году, ну, у нас как бы из станицы бы, может быть, 20% бы уехало, большинство остались бы и с удовольствием при таких законах При жили. шариате? При шариате? Да, да. Ты вообще ничего не понимаешь в шариате, получается. Мы этот Я, шариат... Он, если бы не понимал бы, наверное, не говорил бы об этом. Подождите, если он не понимал бы, не говорил бы. У него есть общее представление, и он говорит об этом. По 99 год. Да, летишь? Говори, Донарчик. ну, как вы начали меня перебивать, понимаете, я слушал, как бы, и был на форумах, и слышал, и слушал, и немножко сам задал вопросы, изучал, как бы, моменты эти. Ну, как бы, законы, допустим, шариатского государства, ну, если бы так, как мне говорили, вот там на форумах был какой-то СС-муслим, молодой чеченец, он там, я так понял, просвещенный, какой-то там историю знает, и там факты сопоставлял, он говорил. Ну, подождите, ну, и как я слышал, у нас было бы больше прав и спокойствия, чем при любом там советском государстве, и, ну, я там про период там 90-94 промолчу вообще. Если бы это было сразу введено, и нас бы тупо, вот, ну, как бы, ну, не было криминала, как говорят. Я не буду больше слова геноцид употреблять, хотя в западных странах наших людей принимают именно по этой статье. Это тогда уже предъявляйте претензии к западным спецслужбам. У нас в западных странах, нам зеленый свет всех принимают. Спецслужбы вообще не относятся к этому. Да, ну, вообще, я говорю, ну, предъявляйте к миграционным службам Германии. Украинцев принимают за геноцид в Чечне, да? Не-не, ну, да, ну, вот, да. Имеется в виду украинцев, проживавших в Чечне, принимают... Так, а теперь для справки, стоп. Как я научилась тут от некоторых этих. Смотрите, чеченцам, которым дали... Я больше не хочу это слово употреблять. Давайте я же сказал. Чеченцам, которым дали статус беженца во время войны в Чечне, единицы. Только потому, что Россия делала такую показуху, что они принимают беженцев. И нам всегда говорили, уезжайте в Россию, Россия большая. Интересно вот теперь, этнические украинцы. Каким образом
Где этот закон в Европе, по которому вас принимают, имея историческую родину Украину? Вот мне интересен этот момент. Это негласное там распоряжение, это между нами говорю. Вот Нет закона. прекратите, пожалуйста, вот Подождите, негласное. одну Ну, секунду. Он вам, Ну, я не знаю, он вам закон. информацию дает, Милка, Соборди. Одну Я вам даю секунду. информацию. Ну, Он я вам там информацию Бамба, дает, вейве вы ее гуля, не бамба, слышите. вейве гуля, бамба. Соборди, вы ее не слышите, эту информацию, Канада да, то что же он вам самое. говорит. Вы начинаете спорить, да, вы расширяете свое сознание, да, он вам рассказывает, как что, по поводу исторической родины, да, он говорит, казах Блин, ну сунжинский, что? он приведенный, да. Да, я же в это не общем-то, оспариваю. Ну, что, но зачем это это? сунжинское воеводство, да, ты должен понимать, что это не Да, да, я же историческая не оспариваю, родина. да. Но я же это не Это оспариваю. историческая родина, вы сформировались, да, как Да, казаки, да, я же знаю. это, сформировались на Мы, современной да, это, Новороссии, скажем, или Малороссии, Да как они какая говорят. Да? Новороссия, господи, какая Новороссия там, Ну, Малороссия. они назвали, скажем так, вот этот период, да, там часть, да, даже у вас Да, там это было вкрапление связано с не только, Грузией, чтобы там не укрепить только вот это вот. черкесов, но и татар, Да, да, вот как бы я знаю. смесь эту. Потом уже Екатерина вас там разбила, переселила на Дон, дальше и Не-не-не, стоп, ниже. стоп, подождите, я вас поправлю. Один момент важный, потому что многие путают. Смотрите, у меня отец с Дона, например, значит, Екатерина немка, и она, для Дона это было благо, что она пришла к власти, потому что мы есть Остготы. Нас немцы признали как арийский народ, Остготен. Гитлер нас уравнял в правах с Германией. Мы не украинцы. Донские казаки это другой народ. Остготен. Нет, доновчи, послушай, вообще У меня расовая отец с теория Дона. У меня отец с Дона. обосновывалась намного А позже, бабушка с Кубани. во время Кавказской войны, в середине 19 века, да. Вас немного раньше на Дон переселили, это Екатерины, да, при ее правлении. Не-не-не, Собордел. Мы были там. Арийская у вас нация, там Подожди. такого нету понятия. Арийская Стоп. нация, да, тогда еще не возникла. Подожди. Я Мы тебе как- Москву резали, донские казаки Москву резали. Резали, и донские казаки, да, на Дону, с Дона выдачи нет, эта территория Да, была современная. По Дону Да. она была такая, без, скажем так, Да это до как там Катерины батька было, с Махно Дона выдачи называл. не было. Да, Катерина то есть, пришла, свободные общины. перестала с нами воевать, перестала воевать. Свободные Потому что они общины. немцы. Но вы стали царскими халуями к 1917 Да, потому что, году. да, согласен, потому что к власти, к России пришли немцы. Катерина, Николай, они немцы. Они наши как бы по крови, единокровники. Остготен, Ну, давай, казаки. не сочинять. Единокровные немцы к вам никакого отношения не имели. В это же время немцы эту Малороссию заселяли аздейскими немцами. Да? Вот. И поэтому я тебе хочу сказать, до 1917 года вы уже, в общем-то, из, возможно, народа будущего, да, вы еще народом тогда не были, да, а какими-то бродячими, грубо говоря, да, общинами были по Дону, да, вы могли превратиться в, скажем, какой-то славянский народ, не русские, не украинцы, а какой-то отдельный, как в Новгороде, да. Но вы не превратились, вас превратили, так сказать, один из классов Российской империи, казаки, как класс вас назвали, да. Вы, в общем-то, внутренними войсками в основном были. Дон Арча, вам надо получше как бы знать вот это вот свою, скажем так, я не знаю, историю или легенду. Смотрите, А то никакой бамбе легенды приходится нет. вместо вас. До Екатерины донские казаки воевали с Московией. Как Ну, только это вообще пришло- казаками назывались. Они не воевали с Москвой. Они были то на этой стороне, где больше заплатили. Нам Короче, известно, как в я... 1612 году, да? Вот, в 1612 году, да, там Москву, короче, от поляков освобождали. Сначала захватывали ее с поляками. А почему бамба у Ивана Грозного на шлеме написано шахада? Да. Это не Ивана Грозного, то они путают, то говорят это у этого Александра Невского, потом говорят у Ивана Грозного, да. Это ты имеешь в виду шапку, что это Мамаем была? Это Не знаю, Мамаем. Шлем. Но не было у них И производства шапка, оружия шлем. тогда, понимаешь ты? На севере такого хорошего производства оружия, защитного шлема не было. Они тогда все таскали из Средней Азии.
расцветущей Бухары, Самарканда, понимаешь ты, где производство вот этих дорогих вещей, очень дорогих вещей по А тем временам, ты, да. а ты это самое не допускаешь, что Иван Грозный был нашим братом? Вашим братом я не знаю, короче Умничка. говоря, ваши братья-демократы же Нет, современные. я имею в виду Вообще в мусульмане. истории считается, он там около 50 лет он правил, да, вообще считается, что некоторые историки полагают, что не было одного Ивана Грозного, а там были 4 разные личности в этот период. Просто российская историография, в общем-то, немного манипулировала, да, этими вещами, решила создать из 4 личностей одну личность Ивана Грозного. Считают, что было 4 царя тогда, то есть по 10, по 8 лет, там где-то чуть больше, чуть меньше правили, вот как бы, да, это очень темная история. Сегодня официальная историография это не будет поднимать, да, и вы вряд ли найдете какие-то источники в интернете, да. Раньше еще, вот если вы поинтересуетесь у Хасана Бакаева, даже у того же Майрбека Чагаева, да, он вам про это тоже может рассказать, да. Это в каком дурдоме так считается, можешь рассказать? Можно Ну, я? тебе надо, наверное, в дурдоме, короче говоря, Аккуратнее, в дурдом сходить, да? Микархо, Так можно я считается или свое... не считается. В дурдом сходи, Дайте там, не знаю. Тойзану слово, Да, Тойзану я слово сейчас дайте, два Да, слова 20 скажу, секунд. больше не буду вы говорить. же наговоритесь, да, вы же можете Да, я наговориться, как... да, потом. У вас Я же как... деревенская трибуна ему отпущена будет, да? Дайте я вам скажу. Можно выскажу свое мнение из того, что я выслушал, особенно нашего гостя, уважаемого. Я, как понимаю, готовы любую пургу нести, лишь бы чеченцы жили в шариате. Я вот одно вывод для себя сделал. Второй вопрос у меня к вам, гостю. Вас как величат, казак или козак чеченский? Смотрите, ну, точнее, раз мы хохлы, мы сунжская линия, большинство с Кубани, козак тогда. Мы не казак, мы хохлы все. Козаки мы. О. Мне все равно, как вам Давай, угодно. давай я пісню спою. Їхали козаки з дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ми українською мовою співали пісню. А вы хотели бы, чтобы в Украине украинцы в шариате жили? Между нами сказать? Конечно, я никому не передам. Даю слово. Исходя из того бардака, который есть, лучше шариат. Окей. У меня очень много друзей среди украинцев. Я посоветую им, так сказать, что их не земляк, так бы сказать, советуют им жить в шариате, и говорить, что там такое равноправие, что уж рай на земле просто. Ну так, вы Не забудьте подготовить джизю. Вы как не мусульманин, должны будете платить джизу там. А это я знаю, налог, 10% так или называемый. сколько. Ничего страшного. Ну, не знаю, это как и мир решит, понимаете? Да. Вы там Шариат, не решаете, расскажите сколько будет платить. шариатские Вы нормы. будете платить то, что вам скажут. Зато мы не будем воевать. По закону. Как это? А как это? Без джихада. Нет, мы как бы по законам шариатского государства Они под защиту иноверцы в войне не участвуют. Мы будем А как вы относитесь? Конечно, много сейчас вопросов закидываются. Но все-таки, как вы относитесь к войску Иисуса, алейхиссалям, который возглавляет вот этот вот русский пехотинец Аптия Лаудинов? Нет, понимаете, Аптия Лаудинов это медийный персонаж, он клоун. Как к нему относиться? Клоун. Как к клоуну относиться? Нет, я смотрю, мне смешно. Он мне просто как клоун. Как я к нему? Я к нему отношусь как к клоуну. Так же, как к Кадырову, как к клоуну отношусь. Это клоун. Ну, а Путин же клоун. вот приезжал буквально месяц-полтора назад в Чеченскую республику с Кораном, рукописным Кораном. Путин тоже клоун. Они клоуны одного шапито. Ферштейн. А вы не задумывались, как бы не думали? Путин. Просто, знаете, все просто сходится к тому, что Путин как-то закулисно принял ислам и сейчас хочет установить. Перестаньте. Ну, Путин вообще непонятно, кто он такой. Это клоун просто. Он вообще никто, он ничего не решает. Он просто
Для телевизора клоун А для кто медиа. там? Ротшильды заправляют? Ну, это уже другая тема интересная. Да, все это хата, да, это по шариату. Пожалуйста. Просто До ночи. Вы сказали или мне показалось, что вы живете в Украине? Вы меня слышите? Да, Да. Вы с Киева или с другого города? Если не секрет. Да, с Киевом. Вы Лукьяновку Знаю, знаете? да. Такое. Знаю. Вот вы про шариат, не случайно не на Лукьяновке Не, я знаю, слушали? что я туда не ходил. Хорошо, Лукьян, что Я знаю, что там Аллах. раньше было, в каком-то офисе там было землячество было чеченское, не знаю, там есть, нет, но я знаю, где-то там недалеко мечеть, я туда ни разу не ходил. Şäbe güýçeler koşdo uşu bol. Şäbe güýçer koşbol ýaşmy bu. Şäta busal babatır. Ýetaşer liwaş bat şer'ata ayna bat wençu dikha aboh. Weydun tudi önçu khimalla bat na hoş çok interesting. Humduar. Şädegi. Hatta bir de ikujeni roço terhiyetsun. Kan Ukrayna mecgi wada diyezwe jamaa samaştı. Ну да, kan devamızın siga hoş geçiyor. Siga Abu Saddam Şişani Bolbuk. Судины дети. Царь Болбук. Reji taga aj berqiş. Донахчи, вот ты так не ответил, где у тебя, родина? Ответ довольно, Альберт. Смотри, абсолютно он толкил шумадат. Лишница информации, Определиться он должен, где его родина. Ну, он сначала говорил, что он казак, потом говорил, что он украинец. Потом там разные есть, короче, версии. Но это все не как бы не исключается, потому что там может по папе, по маме, по бабушке, по дедушке, там, по кому-то. Ну, по его принципу получается, и у меня нет родины, и у тебя нет родины. Не, у нас есть родина, она временно оккупирована русскими фашистами. У него же нет родины. Ну, у него, пускай нету тебе, как бы, тебе это не должно волновать. У многих, например, у кочевников вообще... Он говорит, что его родина это Чеченская республика. Вот в чем проблема. Ну, добро пожаловать, если он согласен там в дальнейшем, если он будет там жить, да, ему надо просто соблюдать законы государства там и все, уважать там культуру и так далее. В остальном, как хочет, в какую сторону хочет, может молиться, хочет мусульманин, хочет православный, наш государственный закон, он ничего ему не запрещает. Главное, чтобы он на гибню там как бы не работал, в таком случае его уже придется нейтрализовать. Физически уничтожить. Ну и вплоть до физически, если он ставит национальную безопасность под угрозу. Ну так нет никаких проблем, если он считает себя чеченцем там, хотя бы там. Никаких проблем нету, мы принимаем всех. Не то, что чеченцев, а если он просто национальная считает безопасность себя без коррупции. этим единицей чеченского народа, то не обязательно, что он чеченец или у него вероисповедание, никто от него ничего не требует. Он просто говорит, что вот я, гражданин Чеченской Республики. Мы это принимаем. Все.
Это Иван точно. Грозный, вечно гладь и мечал. Хуицнаг? Это Иван Грозный, 4 личности, 4 разных А, исторических. Бамба что-то, Мечвар Бамба, его же никто не выключал. Он какой-то в последнее время нервный слишком. Здесь интересно, этого нету, антитеррора нету, а то в прошлый Есть раз на этом... вот, значит, он его отпугнул. Потому что на этом, на радио Машу канале, когда антитеррор зашел и что-то там высказал, он сразу оттуда вылетел, как пуля. Что-то там у него с джинами, что-то проблема, видимо, какая-то. Почему он, типа, этот, исламист? Бамба, что ли? Да, да, да. Да Бамба это самое олицетворение атеиста. Просто он знаток ислама и хочет, чтобы все чеченцы были в шариате. Алла и Маша. И Андрей. Куда он сбежал вообще? Мы собирались с ним поговорить. Война там перешел. Ну, где он мёцен, дурдом махляцелла. На войне перешел. Не, что умный мужик, ушел, если вы там сомневаетесь. Бамба, что ли? Конечно, нормальный, достаточно грамотный человек. Мог бы быть очень полезным для чеченского народа, но, к сожалению, свой вот этот потенциал. Я очень, 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 очень в миллионной степени людей знаю, которые, ну, прям вот очень сильно умные. Гораздо, миллион раз умнее меня, любого там Эйнштейна или чего-то. Эйнштейн, то... Да, и вот это утрирую, это так, как просто утрирую. Там. Может Ньютона или Нильса, там, Бора, там, кого угодно называть. И это... И я когда с ними общался, ну, так, вот этими людьми, я их очень, очень сильно, ну, возвышал в плане интеллекта. И я с ними общался, когда, и мы что-то это начали обсуждать. Я удивлялся, насколько у них логика вообще какая-то, ну, на низком уровне. Вроде бы умные ребята, но логика вообще никакая, короче. И я вообще не мог понять их, короче. А Ну, может быть, у них логика пропадает на фоне вот этой русской оккупации? Там, короче, влияла русская оккупация и исламское влияние тоже, да. Да, жалко. Исламское влияние, конечно, даже было сильнее, чем русское влияние. Стоик, что у нас еще по теме? Мы все как бы сконцентрировались на госте. Гость тоже может оставаться, принимать участие. Все гости, скажем так. Кроме этих тем хороших русских имперцев, что у нас там дальше? 12 тысяч северокорейских маджахетов у нас в эфире было. Не было, Это по-моему. хаши хат бекшдат мюх чвирдал Украине абеш хувирдал боти. Из-за староверы вирдал. Маршал Душек, Масавия. Çok fazla çare boti.
إيش تعطوك حوزة الشارع خوك. إيش родословный قتي تقصوا. Сухеш вацары. Хорошо. Темы очень были интересными, очень было интересно послушать и гости, и все, кто принял участие. Думаю, с этого момента можно перейти на свободные темы. Как вы считаете? Ну, мы, в принципе, на свободно сейчас и торчали все это время, да, скажем так. Ну, дальше тоже можем тогда в свободном плавании продолжить. Ну, немножко про русских, прекрасных и добрых русских, немножко мы, короче, ограничили им время, не дали так много. Можно было бы насчет их немного еще обсудить тему. Ну вот, Яшкины активизировались опять. Яшкины, потом всякие Попкины, Пупкины, вот этот, потом кто у них там? Новые фамилии какие-то появились, ранее неизвестные. Бывший особо приближенный Путина, Илларионов тоже там чуть раньше активизировался. То есть все хотят перекинуть всю ответственность русского террора, которую они во всем мире проводят, ее, и в частности, Украине. Вот эту ответственность хотят разделить со своим пехотинцем Кадыркой, который чуть что сразу в кусты. Вот что интересно. То есть Кадыров это зло мирового уровня, на уровне где-то вот вируса, всякого там, я не знаю, нового какого-нибудь, на этом уровне хотят предоставить, да? Ну, Кадыров, он приструнил всех, понимаешь, всех приструнил. Яшкин из-за него убежал, ломанулся в Европу, в ЕС, понимаешь? Кадырова туда, этого Яшина туда, вот этого, как его там, Красикова туда, короче, вот такие здесь Не перестановки. зря его Путин боится, оказывается, вот почему. Путин Да, боится. Мурадова туда, все они туда, получается, они хорошие. Да, да. А Кадыров заставил Путина напасть на Украину, не дает ему остановить войну. И Кремль, а я Ладжиманиш, просто так я шмаяться. В общем, жертва, козел отпущения найден, да, одним словом, козел отпущения найден. Но спасение наше, оно все заключается в шариате, вот нас, чеченцев. Нам сейчас нужно... Там микрофон просят включить. Включите микрофон, админ. 6 секунд, Ювен Балерюш. Sen kushlochu, halat vaishku, ейнак, сон kushwachu. Кстати, сюда во время дискуссии заскочил какой-то Ахмад Сила, там с фоткой, на фотке у него всякие в касках, в масках, там какой-то этот целый батальон был. И вот гостю там начал говорить, мы вас оттуда выберем всех, вы там не будете жить. Вот как раз таки вот это вот олицетворение вот этого режима русского, который установлен в Чеченской Республике, и люди, которые в том, которых озвучивают какие-то вот такие русские террористические всякие там обычаи и традиции, да? Вот как через род Алаудинова это могут озвучить, через род Кадырова, там, Даудова. И таким образом очень по-хитрому это все адресовать чеченцам, да, вот это, понимаете, чеченская культура вот такая. Они там всех вырезают, грозятся там всех на бутылки пересадить и так далее. Чиновники Русской Федерации, да, которые там полностью подотчетны и пикнуть не могут без ведома своих хозяев. А вот их все действия, они, видите ли, оказываются чеченские какие-то действия. Очень интересный такой феномен. А этот Дон Ахчи готов на этот обряд посвятиться, в этот обряд? Какой обряд? Шахада, что ли?
Да. Да ему нафиг это надо. Точно так же, как и Зачем? Бамби, и Тузику Абдурахманову. Там это главное чеченцам шариата побольше туда накинуть. Им зачем это, ему там. Бамба ничего, фактор, может. А что он ждет, интересно? Почему до сих пор не Куда принял он идет? ислам? Ну, мне вопрос был, можно я отвечу? Ну да, извиняюсь, я перебил. Не, можно я отвечу? Смотрите, мне вот, честно говоря, все равно, какой там будет установлен, ну, шариат, не шариат, демократия. Вот по-простому, если, ну, нас там уже нет, да, вот если бы там сразу был установлен порядок, при котором бы как бы мы там не убегали бы оттуда. Вот и все. И как бы, когда будет восстановлена чеченская независимость, я надеюсь, чтобы этот период был как бы оценен объективно, ну, по справедливости, хотя бы с моральной точки зрения, я не говорю там о компенсации каких-то там. Вот и все. Вот и все. Если бы там сохранить этот потенциал людей, которые там были, мы там были, хохлы, там, аски, которые на заводах работали, и вот сохранить и устоять, мы бы там, Чечня была бы процветающей, мы там и расширялись бы и забрали бы и до Каспия земли чеченские, которые отобрали, мы бы становились бы сильнее. Давай я тебе сейчас ответ. Это бы понравилось. Зурдукете очень понравилась бы эта тема. Да. Ибрахим, дай мне сказать, Донахче, ты там перечислил пункты всякие. А если тебе я задам встречный вопрос, ты согласен, чтобы Украина жила в шариате? Согласен. Согласен? Да. А что нет? Ну все, А в чем проблема? А в чем проблема, да? Что там плохого? Все Докажи, что там нормально. плохого. Ну тогда все нормально. Чё. Да, я тоже считаю, что Лучше, чем нормально. бардак, ЛГБТ, всякие движения, вот это все бардак. 100%. Ты еще не видел Намного ЛГБТ лучше. в шариате. Не, шариатское ЛГБТ, оно же как бы разрешено. Брайан Вестхэм. Да, я просто подчеркнул момент, что шариатское ЛГБТ, оно разрешено. Извиняюсь, цензурные вот эти. И еще один момент. Эти ЛГБТ с этих мусульманских республик все равно бегут в Европу. Пускай так будет, значит. Пусть будет шариат, все ЛГБТшники уедут в Европу. Не, я вот... Донахче, а чем вам лично ЛГБТшники мешают? Я не понял, вот, Дон Арчи, вот я тебя не понял. Ты христианин, но ты как бы, ну, считаешь, что шариат был бы неплохо, да, в твоей стране? Так, в России уже этот шариат наступил давно, Да Альберт. понятно, да, ну от его мнения мне интересно, вот его логика мне интересна. Он вроде бы крещенный христианин, и тут же он говорит, что я бы хотел, чтобы в Украине был шариат. Альберт, знаешь такое слово «стёб»? Вот сейчас Дон Арчи делает это с нами. Не нужно ему там никакой шариат. Ну Так что- хорошо, давай, пусть пояснит Дон Арчи этот момент. Ну, Заза училась в центре Грозного, она сейчас пояснила тебе. Ну, она центровая, как бы, да, это стёб немножко. Ну, такие мы вот. Первая, вторая школа Грозные, такие, чуть-чуть мы, с юмором у нас своеобразный. Да. Кстати, я первый учился. Да, это не Заза, это Мика. Зазы сегодня нету с нами.
А вот в первой я учился, например. Ты был ближе к памятнику Ленину, чем мы. Мы ближе. Первая, по-моему. Ну да, вы там во второй, если это Мы за вторую имеешь в трамвайной виду. линией, да. Ближе к нефтяному институту старому, да. Вы там почти на площади были. Ну, и Ну вы мы одни все-таки донавки. покруче немного были, Не-не. потому что мы Не-не. первые все. У нас обкомовских КГБшников и прочих было больше во второй. Донавки, я видел, Не, в ты первой тоже немало было Гребнюковых. Даже вот этот Шамиль Бино, Гребнюк, которого с Иордании перекинули, даже он, вот его сын в нашем классе был. А много было ногче-мажоров? Ногче-мажоров. Именно, ну, ногче-мажоров. Не русских там, а ногче-мажоров. Ну, всех там, кто чем дышит, это тоже сложно узнать. Ну, русских мажоров у нас, наверное, каждый второй, во втором, третьем поколении это мажоры Не, я были. говорю про ногче, Русских. национальный, вот именно ногче по национальности. Ну, там были гребнюковые списки, Угу. которые, когда Угу. КГБ Ага. разоружили, вот тогда в списке они как бы попались в руки, но их все-таки не обнародовали. Это вот этот так званый этот чемодан при Дудаеве, который там, ну, известная история, да? Ты имеешь в виду этот момент, да? Нет, имеется в виду списки, когда здание КГБ, Да. бывшее совковое, Ну, это при да, Дудаеве и уже после было. его, ну да, Да. его разоружили, это здание, то есть его разогнали, А скажем почему так. при Дудаеве это списки не были опубликованы? Потому что посчитали, что Ага. ну, начнется, скажем так, самодеятельность. Серьезно? И да, и людей, которые как бы уже в этих списках находятся, потом будут шантажировать, чтобы вот такого вот избежать. Ага. Просто тогда не обнародовали вот эти списки. Ну, Так примерно вот, до эти нашей, как твоих там родственников, может быть, там были, чтобы не были там резня, типа такого, Да. понимаешь? Смотри, моих там никого близко не было из наших людей. А вот там были те, которые сейчас во всяких группировках, которые сейчас изображают себя и демократов, и евроичкирийцев, они там есть. Я их Какие лично. демократы? Это Не, чей огород? Камень? Ибрагим, хата Донарчи, ты сейчас вот, ты не только сейчас, а вот продолжительно уже около 10 часов, кажется, идет тут стрим. Ты прогоняешь ситуацию, что вот чеченцы сами виноваты в том, что случилось. Вот так это я понимаю. Ты Нет, упоминаешь Дудаева, ты неправильно говоришь. Подожди, не спеши. Я тебя уже полностью понял. Ситуация, знаешь, какая? Я еще раз хочу повторить. Даже если Дудаев ФСБшник, или ФСКшник, или КГБшник, там история сама рассудит, в каком он, короче, статусе там. Хорошо, мы согласны. Давай теперь иди сначала. Вот народ собрался в цирке со всех тейпов, со всех сел. И Со всего мира, подчеркиваю. Да. Еще, кстати,
даже с Америки приехали, и с Иордании приехали, и там с Австралии. مسلم يعني حبيتنا четко договорились, короче. Дерево шагор, короче, хамел, дешь, короче, ишь, короче. Провели несколько общенациональных конгрессов чеченского народа. Да. И вот смотри, вот это вот произошло, это факт, это все четко зафиксировано, засвидетельствовано, задокументировано. И потом, когда вот приходит человек и говорит, ну, короче, там, они там что-то сами замутили, что-то там, вот это. Вообще, я вообще не понимаю, как можно такие вещи говорить, вопреки логике и фактам. Можно я простой вопрос задам? Вот Среди- Дон Арчи, ты вот там что-то это. Я Хорошо. отвечаю. Но я тебе еще раз говорю, если Дудаев, давай, вот еще раз, я, видимо, ты не до конца понял. Короче, смотри, был факт выбора народа, вот, народ. Дудаев появился вообще после того, как чеченский народ Да. Он вообще полностью проявил свое волеизъявление и взял курс на создание государства, взял курс на независимое создание своего государства. После того, как Советский Союз распустил русские с белорусам и украинцам, распустили Советский Союз. Можно я скажу раз? Можно я отвечу? Вот это подмена понятий, то, что Можно там я вот Дудаев объявил независимость. Вот эта вот подмена понятий, она подмена. Дудаева вообще никто даже в курсе не было, что он существует, когда народ собрался в цирке и объявил о своей независимости. Потом только появился там Дудаев, там другие. Вот ты сейчас сам сказал ключевые вещи. Вот в цирке не стоило было собираться раз. И надо было как Прибалты, он Дудаев там в Прибалтике служил. Ни в коем случае ошибка чеченского... Подожди, дай он доскажет. Подожди, не перебивай, Альберт. Единственное, я подправлю, Прибалты такого нету. Это я всех буду критиковать по этому слову. Тут и наши соотечественники это произносят. Это чисто русский шаблон о балтийских вот этих странах. Ну, хорошо, посмотрите. Ну, там Латвия, Эстония и так дальше. Они после развала Советского Союза как бы им не навязали, они не выбрали там советских генералов, советских коммунистов, генералов. Вот это была ваша как бы ошибка чеченского народа, что он допустил переход, возродил на президентство советского коммуниста генерала. Вот и все. Поняли? И просто... Подожди. Донарчи, подожди. Ты так крутишь, как-то интересно. Подожди. Подожди, Альберт, вот нам по кайфу выбрать генерала советского. Вот нам вот так понравился он, вот этот советский генерал. То есть зато мы его зато выбрали. Он к нам как какой-то там Ельцин или Путин или там Ким Чен Ын, он не сел на нас, не пришел. Мы его сами притащили и поставили. А ну давай будешь на наш народ работать. Вот привели и поставили его. Да. Босс. Ты знаешь, насколько ты или ты троллишь, или ты вообще не понимаешь, что происходит вообще. Давайте судить о результатах конечных результатах. Что происходит, ну, то, что было, я Стоп, я тебе тут сейчас сразу остановлю. Не Конечный результат,
конечно, перебивай. ждать не значит, что это правда. Не перебивай, пускай он сначала мысль до конца выскажет. Смотрите, вот я мысль до конца выскажу еще раз. К будущему устройству тех, кто будет к народу, к ногчим обращаясь, вот именно по национальности. Не дайте, ни в коем случае не подпускайте к власти людей, которые были связаны там в 3 поколениях с чеченской мажорной элитой, которых пригрела советская власть, которые были коммунистами, КГБ, советскими офицерами, генералами, райком партии, обком партии, районные комитеты партии. Хасуха Магомадов это давно понял, он их убивал всех. В станицах мы от этих абриков не страдали. Даже ночью приходили, я знаю случаи, эти люди им давали кушать и так далее. Но это потом, у меня даже дальняя родственница скрывала это после 90-х годах. Она на краю станицы жила, к ней приходил какой-то человек. Вот. Вы продвигаете, тех людей, которые не были в Грозном мажорами, те, которые воевали против федеральных войск, которые никаким образом не были связаны с номенклатурой. Федеральных войск там не было, во-первых. Это вот важные моменты, которые надо подчеркивать. Я говорю, там есть русские оккупационные войска, да. А то, что вы говорите, вот это иллюстрации, это иллюстрация. Это хорошее, как бы, как принято по-шариатски это говорить, хорошая насыха. То есть, да, это нормальное напоминание такое, оно неплохое. Конечно, это так и должно быть. То есть все вот эти связанные с русней элементы какие-то, они не должны допускаться каким-то властным или там каким-то там правящим должностям там и так далее. То есть это уже... Вот это у меня главное стержень моей как бы посыла. Вот все остальное это так, это какие-то там, может быть, да, переживания, там, утраты, какие-то там есть свои. Но именно мое обращение к вам как титульной нации на той территории. Вот это главное. И если как бы опять туда залезут вот эти люди, или их дети, или даже внуки их, не допускайте в 5-м поколении их, никого. Здесь не поспоришь. Я не знаю, в 5-м, 10-м, я не знаю, тоже, короче, если таких можно найти, кто в 5-м, 10-м у них работал там, конечно. Дискриминацию, доктор, О, это у нас. Да, вот теперь мы вместе можем до Каспия дойти. Маршал. Мне кажется, мне не дадут говорить, но я хотел бы просто уточнить один момент. Независимость вроде бы, суверенитет был объявлен в 90-м году, и у нас была Чечено-Ингушская республика, которая целый год просуществовала. Не так это было? Подожди, не год просуществовала. В 90-м году там была принята декларация, в 91-м году было основано наше государство, в 92-м году уже принята Конституция, и до 94-го года, вплоть до 11 декабря, когда русские фашистские захватчики вторглись в наше государство, мы существовали как Почему? отдельная Разве русские вторглись не в 92-м году? Нет, По-моему, в русские, 92-м году вторглись. нет, русские, вот эти вот всякие попытки провокационные, они все это время присутствовали, но официально Нет, подожди, они в 92-м году 11 декабря. войска вторглись, оккупировали половину Серноводска. Это было вторжение, по-моему. Это было второе вторжение, не смог. Это была агрессия. То не смог. Хроника оккупации, да. Вот
короче, ты правильно говоришь. Это была одна из... Смотри, вот до 11 декабря вторжения 94 года, до этого произошло... В ноябре была первая Не, вторжение. до этого Ну, произошло три вторжения. Три вторжения. мы Сначала мы говорим о официальной дате. Все то, что было перед этим, это были русские провокации, которые они посредством Лобазановых, Гантамировых, Автурхановых, Завгаевых и прочих вот этих вот ублюдков, вот этой вот своей осуществляли. они высадились в аэропорту, спецназ. Это было, кажется, 92-й год, кажется, был. Они высадились туда, чтобы свергнуть этот, типа, ну, их понимание, режим. Это зафиксировано ситуацию. И потом наши эти воинские подразделения, они туда подъехали. Альберт, тема была вот такая. Наше государство, человек зашел и сказал, что оно было, просуществовало 1 год. Ты вообще все профукал, да, весь его посыл. Понимаешь? И хай сам лично переживаем, и садычвай. Это неправильно. Вот иду и вот сундел. Сутываемо ездил, мы в 90-м году уже приняли и декларацию, в 91-м уже создали, как бы, организовались как, да, организовались как государство, во втором уже приняли конституцию, на год раньше это все русни. И так жили до 94-го года, пока русские не напали на нас уже официально. До этого и в 90-м, и в 91-м, и в 2-м, 3-м, 4-м они все время проводили в наш адрес свои провокации, пытаясь как бы нас изнутри поломать и не дать нам вот так, как государство, что и сейчас продолжается без остановки. Вообще там ни на секунду они не остановились, чтобы не дать нам... я пропустил этот момент. Это, да. Тогда по-другому выглядит, да, все правильно. Вистхалита, хроника оккупации Чечни, 92 год. Аргумент шаны. Дон Ахче, вы хотели до Каспия земли освободить? Не, ну если там говорят раньше, там, по-моему, остров назывался какой-то Чеченский остров, значит, ну, с Дагестаном договориться, если они не хотят общее государство, значит, пускай до Каспия дадут коридор. Вот как раз хроника оккупации. Что вы на это скажете? Не, все, я с вами согласен. Меня интересует, знаете, я такой системный человек, меня интересует, если мы будем как бы триггерить на прошлом, нам тяжело спланировать что-то, как спроектировать будущее. Меня больше интересует. Один президент поехал и объявил и исламское государство. Другой парламентарий внес вот у нас в Конституцию религию ислам. Другой это сделал, третий это сделал, четвертый это. И что, мы не можем это говорить, что ли? И что, мы не можем... Мы должны конкретно говорить об этом, чтобы дальше мы не делали этого. И вот там, вот это, что... Ой, Хейкл, Акэч, Хейкл, Халдиш, А вот у нас гость такой сейчас тоже появился, степ-бай-степ, маршал, степ-бай-степ, это сторонник шариатской Чеченской Республики, тоже мог бы высказаться. Как раз вот Дон Ахче, вы тоже считаете, что шариатское развитие для чеченцев это единственный выход как бы для нас? Не, стоп, я так не говорил. Не надо, я так не говорил. Я сказал просто, вы сами, когда в начале эфира говорили, что вот сторонники шариата, да, они я френди, имею в виду,
Я имею в виду, Как ты я не имею в говорил, виду, я это как бы, сказал, Ибрагим, подожди, это момент. Я не- Как он не говорил, если он сказал, что для Украины лучший вариант это шариат. Он все сказал. Так это для Украины. Да, да, это не для нас, это для нас Да. просто лучше, чем чеченские обычаи, вот это родоплеменные наследия, вот это для нас лучше, чем это грязь вот эта чеченская, для нас лучше это шариат, он вот так вот. Нет, я скажу, я же Степ говорю, by что мы степ, вы единственные. поддержите это? Смотрите, я говорил, что как бы, ну, что-нибудь, ну, чтобы как создать какой-то порядок. Ну, пускай это будет, я же, смотрите, я не мусульманин, я не в исламе. У меня своя история, мы должны понимать мотивацию. Я хочу, чтобы был порядок был, чтобы люди там, меньше было криминала, чтобы закон был для всех един. На каком основе объединиться там ночью? Мне Шариатский все равно. порядок, прекрасно просто. Все хорошо, если шариатский, только как бы с помощью шариата можно это сделать, тогда пускай будет шариатский порядок. По-другому нельзя, да? Не люди, да? Я не знаю, Нет, по-другому сделайте. Сделайте по-другому. знаешь, вот если даже ЛГБТ, чтобы оно как бы дозволено было, понимаешь? Что? Причем здесь ЛГБТ? Что вы с этим ЛГБТ Не, носите? да не, просто даже если оно вот будет, да, как в России, там, как Звереву, Баскову, Киркорову, ну, чтобы уж оно вот уж по шариату было, понимаешь? Это вообще я не понимаю, как может быть такое. Так, я быстро войду, пока есть пауза. Тем более с хорошей новостью пришел с миром, хотел вас обрадовать. Что хочу? Да, что там, 12 тысяч северокорейских маджахетов или что? Да. Я, опять же, если хочешь, сам расскажи за меня то, что я хотел сказать. Не, давай сейчас мы. Я уже сомневаюсь, что это будет хорошая новость, не знаю как. Но надеюсь, что это будет для вас хорошая новость, потому что понятно почему. Ваше как бы, требование, чтобы вернуть Конституцию ЧРИ 92 года, это ваше требование приняли и как бы, утвердили. Как, Сам халиф, что ли, принял? Небесной канцелярии? Что? Подождите, Утвердили в небесной я канцелярии, я сейчас спрашиваю. обращаюсь к ЧРИ, представителям ЧРИ я хочу. Есть здесь такие? Да, есть. Ну, да, о чем тогда разговор? Вы хорошо, прекрасно знаете, кто я, кого представляю, что куда мою биографию, я думаю, по-моему, лучше меня знаете, поэтому время давайте ни ваше, ни мое не будем тратить. Я, как я говорил, сомневаюсь, что это хорошая новость. Я думал, вы обрадуетесь, сколько было энергии, пота, сил потрачено вашей... А что там, что такое произошло? Что, признали, что ли? Конституция 92 года ваша как бы очень основная цель, которую вы хотели и стремились, сколько вы потратили на это сил, я не знаю, всего, что возможно, репутации и так далее. Она сейчас принята, и вот Извиняюсь, сейчас Москва она имеет приняла, место быть. Поэтому или что? что? И опять, кто сейчас сбивает, и я сказал же, кому я обращаюсь. Я не могу понять реакцию. Это не такая новость хорошая. Хорошо, ладно. За весь мир я не могу говорить его, вы мою биографию лучше меня, по-моему, знаете. Или чтобы я с Трампом решил этот вопрос, вы хотите еще? Ссылка хвоста. Хорошо, да, хорошо, Мигель. Так, Да, Оля, вы на своем поэтому официальном сайте это опубликовали долго уже? ваше дальше не буду занимать время эфир. Вот. Степ-бай-степ вопрос. Вы на своем официальном сайте это опубликовали уже?
Алила, это вам какая разница, для чего вы вообще-то... Она не легитимный наш сайт, даже есть какие, я не знаю, какие сайты есть, где вы Но хотите, все чтобы равно это вы, опубликовалось. ваше Вы для лицо, себя это хотели ваш... или для кого-то другого? Я не могу. Не, там просто ваше лицо как бы олицетворяется, поэтому у меня вопрос. Вы Ага. опубликовали его на Не, своем ну сайте это или для нет? вас я новость рассказываю, которую вы... Это не хорошая новость, вы... Что за реакция? Сейчас у вас есть возможность Да, перейти Нет, на мы потому что что-то это, более это полезное, чем внутрисемейные, заняться. внутри мы, ваши разговоры. Если она мы официальная, нет, эту значит, это внутри новость вас уже разговор. давным-давно слышим, потому что там для кефиров Ага. это, я тебе десятки ссылок могу скинуть, где там И как бы Европа, отталкиваются от ссылаются на Конституцию 92-го, а потом в других кругах ссылаются на Коран и Сунну, на Но если 2000. искать, конечно, если искать то, что хочешь найти, в интернете все можно найти, любую какую-то новость. И, Не, ну правда, я не там, знаю, смотри, вы если там в добились, тех цели кругах, добились, как смотри, это можно так халатно все к этому понятно, относиться? понятно, если в тех И, кругах, о которых ты говоришь, да, там действительно осознали, что это вред угу. и польза, мы за них рады. И прежде всего, я думал, для вас это будет очень хорошая новость. Это пробивал, я так защищал и именно желал вам, несмотря ни на что. Ну, Несмотря, тебе поэтому... поэтому и говорят, мы рады за всех людей, кто за осознает. вас, за себя вы не рады? Все равно. Ну, за Было себя. Или что смотреть. поменялась сейчас ваша цель сейчас? И резко... Было на За что себя смотреть. мы уже давно рады, мы на этих позициях Все, стоим. алхамдулилlah, все Но нормально. если ты сегодня осознаешь, ты там Кадыров, какой-то Кутаев, ну, извини, что я тебя с Али, ними совсем теперь Кадыров, как бы Али, в одном этом. новые страницы моей биографии Я появляются. вообще говорю, любой чеченец, когда он осознает о своей неправоте, даже мы вот, да, которые здесь многие, кого там облапошивали в свое время, когда чеченец осознает, да, там неправоту, и он берет позицию права, то есть правильную позицию, правую сторону. Это нормально, конечно. Это Конечно, может быть. естественно, я приветствую это всегда, потому что мы все ошибаемся, ошибаемся и будем ошибаться. Это человеческая, это природа такая. И развиваться, вот как бы всеобщеизвестно, обычно развивается человек, когда именно осознает свои ошибки и работает над ними, и чтобы дальше этих ошибок не повторять, он становится более на шаг более развитый и так далее. Естественно, я это всегда приветствую. Это сложно, Малдас, это сложно. Хочется защищать свои иллюзии до конца. Фанатизм – это очень, очень плохая такая вещь. Но, опять же, кто может, тот может. Для кого... Ну, ладно. Поэтому, не знаю, что-то меня сомневаюсь, что это тебе еще была какая-то... Нет, это не может не радовать. Вот сегодня любой какой-то, там, я не знаю, Багдади, любой, ну, Багдади, ладно, это чужая среда. Любой человек в чеченской среде, если осознает свою ошибочную какую-то позицию и принимает правильную сторону, конечно, это не может не радовать. Это нормально, ну, дальше только дальше чем-то всего полезным еще хорошего. можно заняться. Вот об этом же Конечно, речь. только всего хорошего можно пожелать всем тем, Нормально. кто... Нормально. Все так, больше тогда, наверное, занимать эфир. Я думаю, тем более еще у вас работы все-таки будет, есть дальше рассказать. А с этим, с Дон Ахче ты не хочешь там тоже пообщаться? Вот наш гость, он как бы видит благо в шариате и считает, что, ну, как бы видит пагубность в чеченских родоплеменных вот это там наследие. Понятно, все понятно. Теперь сейчас, если у него я спрошу, переведи, если можешь, кто, о ком сейчас речь. Приветствую. Что на самом деле? Ага. Нету его.
С кем? Да, здесь Вот он, я перевел ему. куда? А, вот, ага. На Так, Бангладеш. еще раз приветствую, о ком сейчас говорилось. И на самом деле, что ты представляешь, и что ты говоришь на самом деле, мне интересно. Не, ну я сам не чеченец, и я не в исламе, я православный. Ага. Ну уже два слова было достаточно, чтобы все описание уже было. Ну, я сам Откуда-то. уроженец, я ваш земляк. Чечни? Я уроженец Грозного. Ага. Ну, да, Ну, земляки. как бы я придерживаюсь больше старообрядческих направлений. Степ-бай-степ. Ты мог бы коротко его просветить в шариате? На Может, место в поставить? конце передачи? Да, Не, может, в конце смотри, передачи он уже произнесет шахаду. Не, смотри, это Опять же, не влезайте те, кто сейчас хочет ярлыки новые на этот. Потом сейчас мы уйдем, я уйду, потом, я думаю, эта работа вам еще будет, чтобы это рассказать, что на самом деле здесь сейчас происходило, о чем мы на самом деле говорили. Слушайте, смотри, я свою позицию могу сказать? Да. Нет, смотри, тут так преподносится, типа я за шариат. Понятно, Смотри, я представитель общинного народа. Мы там казаки Сунжинской линии, Тасиновская, там, хохлы и Так, кстати, я извиняюсь, кстати, степ-бай-степ. Куда его передай, что вот его этот самый тоже может его... Я не знаю, кто это все. Ну, вот этот... Да, я послушаю. Ладно. Я не знаю, кто это, поэтому сразу. Да, тебя перебили. Смотри, я в чем ставлю плюс вас, исламистов, шариатовцев, по отношению к другим нохче. Потому что вы стремитесь объединиться как община исламская, не как по каким-то там теповым, родовым, а вы хотите объединиться, чтобы у вас основа ислам, и вы все перед Аллахом равны, как община исламская. То есть вы не националисты и не нацисты, скажем так. Я прав? Это хороший вопрос, на самом деле. Это всегда нету такой ровной черты. Опять же, и стараемся, я думаю, желаю, что адекватные люди стараются и то, и то. Но традиции это очень важный момент, поэтому, но очень мало, что не так много, что противоречит, чтобы голову этому забивать, эти две позиции. Но, естественно, кто думает более за 2 шага вперед, он думает о жизни как о цели, и поэтому и о смерти тоже думает, что за этим стоит. А бытовые вещи, это вот традиции, да, естественно, они такие вещи. Да. Я тебя понял. В дом никто не зайдет и не будет проверять, чем вы там занимаетесь. Вуаля. Смотри, вопрос такой. Просто те, кто против шариата, нохчи, они вам противоставляют, всякие вот эти вот нюансы, там, арабские и так далее, что вы там будете как арабами. Арабизация, да. Да, смотри, да. Я, кстати, тоже, я понимаю, что это, такое, значит, вас за это дергают. А возможно ли вариант такой, чтобы исключить вот это дергание, чтобы объединить законы ислама и чеченские традиции, но так, чтобы основа была все-таки исламская, чтобы все, независимо от того, к какому тейпу и насколько там сильные люди или дергание в чем? В конвульсиях? все были равны перед законом. Да. Для меня главное, чтобы все были равны перед законом. Мне все равно перед каким. Потому что у меня шариате это также, даже больше в шариате и в исламе это здесь гораздо четко описано на самом деле. Да, я про это и говорю. Вуаля, да. Но что, несмотря на, чтобы мы пережили там за последние 30 лет на все беды и ужасы,
Я такую позицию последний там, год, может быть, рассматриваю и стараюсь держаться, что все равно это очень огромный и полезный, не полезный, а богатый опыт. Этот опыт всего то, что мы пережили, это реально очень, очень весомый опыт, который мы не должны забывать и на котором мы должны строить, чтобы не допускать ошибок, которые были допущены в прошлом. Поэтому здесь сейчас, что лучше там записать и что как бы первее то или то, это должно рассматриваться и более учеными людьми, если это там нужно кому-то законодательство, если какой-то там раз в 20 лет будет там какие-то противоречия реально, но на самом деле, как я говорю, в бытовой жизни в основном имеет в первую очередь идет традиции и там, опять же культура, а когда начинаешь человек более выходить за эти 4 стены, и это здесь уже другой уровень мышления и другие более-менее стараются. Поэтому, опять же, это такой вопрос, который нуждается в более конкретной и четкой и правильной разработке, анализу и так далее. Но противоречий, да. Я тебя немножко перебил. Главный вопрос, вот главный ключевой вопрос, вопрос равенства всех перед законом и преступлений и наказаний. Чтобы не было такого, что вот этот на самом деле, очень в исламе прописано это как нигде, ни в одной религии, я думаю, как нигде. В Афганистане все равны перед законом, вот как в Афганистане. Кто-то, когда провинился там в какой-то измене и так далее, его аккуратно камнями забрасывают. Хорошо, да. Вот я отвечаю, как я говорю, в исламе, как нигде нас, опять же, все религии так не изучал хорошо, но очень на самом деле именно разграничено. Но всегда бывает момент, это человеческий фактор. Валя, это жизнь, нужно именно ставить конкретные цели. Вот смотри, без разницы, халиф ты, да, эмир, простой рядовой житель, какой-то ты чиновник, там без разницы. Ибрахим, я говорю, сейчас после у тебя будет время очень много рассказать все это. Как приняли 9-летний брак с 9-летними, да? Все, раз все приняли, то это полностью... Вот ты в интернете, видимо, находишь такие вещи. Молодцы. Когда есть желание вы найти про какой грязь, шариат? Вы про какой шариат, я не пойму. Про какой шариат? Про мавританский, про афганистанский, про саудийский? Какой у вас именно? Вот, интересно. Мы сейчас уже начали разрабатывать вот это не, да, чеченский шариат. Да, вместе с Дон Ахчи будем. Да. Хорошая идея. Да. Очень хорошая идея. Как я говорил, я продолжу. Самая одна из главных проблем всегда стояла это человеческий фактор. Мы по умолчанию знаем, как нужно хорошо, как хорошо, как нужно правильно делать и что куда не нужно ходить. Но на практике, да, на деле часто забываемся, и начинаем следовать за какими-то непонятными там или людьми, или вещами и так далее. Поэтому это вот, как я говорю, жизнь и то, что есть у нас, как минимум, опыт такой огромный, не ошибок, а ну, опять же, опыт, капитал, который очень сильный, очень весомый. И это нужно его учитывать и всегда не забывать никогда. Одну секунду, пожалуйста. Может, сделаем все-таки музыкальную паузу? Песню типа «Очкодок, 3 колодца», чтобы сыграла. Все, Дон Ахчи, я тогда... Большой бокал давай. Донахчи, вот я думаю, да, у вас нормально, вы как бы можете договориться.
Мы уже Да, да. проект Еще чеченского шариата. я еще туда казачьего чуть-чуть подлил бы, потому что такой шариат, он был бы... Смотри, у меня есть да. одно Evren, у нас Donakçı şeriat devleti, Şidoş Ali Tansu. шариатская безопасность будет состоять из казаков, чтобы там не было коррупции чеченской, там ТЭП свой, вайт, Вуаля, туда-сюда. да, нужно Вот, такая вот, отлично, отлично. независимая сила, как Камнями, да, швейцарская гвардия камнями. есть в этом, Совершенно верно. Камнями будут закидывать как раз, вот именно казаки. Если захочешь, Я если считаю, что она попросишь, я не сейчас знаю, если у тебя занимается такие очень наклонности. Я не шучу, потому что Кутаев, например, вот это тоже имеет огромный потенциал, там у него много казачьих батальонов, короче, это действительно осуществимо, уже можно как бы разрабатывать вот такой вот симбиоз. Можно Вот у приступать. тебя немало, да. А как тут два степ-бай-степа у нас, по-моему, оказалось? Или что это? Да то не Я тоже казаки, двоих то вижу клоуны сейчас. ряженые. То Кстати, ряженые клоуны. я вижу, да, два степ-бай-степ. Это что такое? Это, подожди, степ-бай-степ. Такой. С одной большая буква, в одном месте маленькая, да, клоун появился. Да, вот ты его До сразу того расколол. работаете. Да, пошел, короче, в букву менять, сейчас вернется. Нормально. Не знал. Ну ладно, да, было приятно познакомиться так виртуально до ночи. Если что, постараемся Машаллах. добиться всего хорошего. Давай, будь здоров. Машаллах. Дай салам Дон Ахчи. Храни Господь, давай. Будем стараться. Вараматуллахи ва баракатух. Донахчи, у меня потом вопрос к вам будет. Donakçı, смотри, про шариат. Я посмотрю, как ты его примешь сейчас. Ты Так он живешь... не для себя его хочет. Как вы, чеченцы, не можете понять? Какие вы недогадливые. Они все понимаю, хотят все нам равно я хочу, чтобы хорошего, он понимаешь? почувствовал. Я хочу, чтобы он почувствовал на своем семье это. Смотри, ты живешь в спальном районе, где-то 15 тысяч населения. И рядом с тобой, как ты любишь, мечеть. И ты поставил туда флаг. И у тебя дом тоже рядом стоит. И самолет прилетает, бомбанул, а там твой сынок лежит. 14, 15, 13 лет, вот где-то вот так. И потом ты берешь своего сына, он в шоке, ты в шоке, и в больницу. А там посты стоят. А когда посты стоят, это долго, надо их уговаривать, и неизвестно, пропустят или нет. Получается так, что тебя не пропустили, ты возвращаешься с трупом. И ты от злости снимаешь этот флаг. Я по-простому объясняю. От злости снимаешь флаг. Не знаешь, еще раз прилетит или нет. Потом у нас обычно через 3 дня похороны, приходят шариатчики и говорят, мы тебя на шариат будем бить палкой. И как так получается, кто-то заступает, они уходят, приходят другие, более сильные, очень сильно вооруженные, и они его забирают. А потом там драка начинается. А люди, которые все это знают и живут там, они недовольны, говорят, это неправильно, что за шариат такой? А те говорят, это правильно по шариату. Да его же сын умер за этот флаг. Зачем он нужен был? Он просто флаг снял. Нет. И люди остаются на своем мнении, а те на своем мнении. А власть кому принадлежит? Народу же. Вот твой сын умирает. Тебе это шариат. Принимаешь ее? Очень хорошее предложение. Ну, честно сказать, я не совсем понял, чей флаг и кто кого бомбил. Можно я так упрощу? Флаг, например, ты чеченец, Чечне флаг. Чеченский флаг, допустим, вот так. Все, другого флага нету. Так. И самолет, и твой сын. Чей самолет? Самолет чей? Российский.
У нас их не было. Они спокойно летают на низком уровне, потому что у нас пистолеты, автоматы, и все. Ну, я вообще против, я вообще этот российский, московский этот режим, который мой город, где, моего города, в котором я вырос, который я его знаю, вот, и того Грозного нет уже. Они Какая разница, Грозный есть или нет? Я тебе говорю, ты же шариат хочешь. Я это все видел, это не мой сын. Но мне это так сильно было больно. Человек потерял сына, и плюс его бьют палками по шариату. Почему ты не принимаешь ее? Ну, значит, те, кто бьют палками по шариату, значит, они московские агенты. Да, там неправильно просто был шариат. Вот Дон Ахчи может посоветовать. Дон Ахчи, И этот можно тебе вопрос задать? Кутаев, они могут хороший шариат посоветовать. Ну, наверное, так. Дон Ахчи, вот ты говоришь, что вырос в Чечне, да? Я родился там, да. Ну, ты нас прекрасно знаешь, получается. Отлично да? знаю. Вот можно тебе задать один вопрос? Ты бы нас назвал бы праведником? Чем, Еще например, ты назвал бы нас праведником? Новче? Да, праведник. Ну, вы Новче, да. Да, праведник, правильно? Вот ты нас уважаешь за то, кто мы есть, правильно? Я так понимаю. Как я не могу уважать народ, где... Ну, смотри, не утрируй. Давай, не утрируй. Коротко, да или нет? Просто я сейчас быстро закончу. Еще раз вопрос, коротко. Смотри, я тебе говорю. Ты нас уважаешь за то, кто мы есть. Вот как за нашу правильность, за нашу вот это ногчу. Смотри дальше, какой момент получается. Праведник, если в русском языке, мы можем праведника назвать перфекционистом. Не совсем понял. Человек, который хочет делать все правильно, он как правильно перфекционист. Он если на что-то верит, то он старается делать его правильно. Смотри дальше, Дон Ахчи. Если мы образно поставим шариатскую систему правления, как ты думаешь, чеченцы вот всей своей правильностью будут полностью исполнять его или нет? Нет. Это первое. Я вообще, ну, честно говоря, я не верю в установку ни шариата в Чечне, ни будь какой другой Нет, дай я докончу мысль, Дон Ахчи. Потом ты сейчас, нет, ты видишь, ты уже начинаешь, уже понимаешь суть. Ну, смотри, я тебе еще раз повторяю. Вот если ты нас любишь таких, какие мы есть, перестань нам предлагать шариат, потому что через лет 20 мы как нация исчезнем. Потому что ты чеченцев знаешь. Ты, он наверное, этого знаешь. И хочет бессознательно, он это и хочет, это спецоперация. Это уже другой вопрос, степ-бай-степ. Во-первых, степ-бай-степ. Хажа, у меня вопрос к тебе, да, будучи образно себя причисляя к политику, когда он тебя к исламистам причислил, ты никакой реакции не произвел. Это степ-бай-степ 2.0. Дон Ахчи, я еще раз говорю, если это произойдет, понимаешь, то что чеченцы по сути свои перфекционисты. Если они во что-то верят, то они будут идти до конца. Ты сам видел, сколько примеров, да? Нас ради Аллаха жизнь покончили. Ты сам подумай, ради Аллаха, сколько у нас людей жизнь покончили. Я это все знаю. Ты все прекрасно знаешь, ты прекрасно знаешь, если мы во что-то верим, если мы во что-то убеждены, мы идем всегда до конца. И будь то на это право. Я еще раз повторяю, еще раз прошу, перестань нам говорить. Я понимаю, ты хочешь образно, чтобы был порядок, не отрицай. Но это не шариат точно. Чеченский народ сам выберет, какой ему нужен став. Какой ему и по какому кодексу они будут жить. Ответный вопрос. Вы вот тут, ну, как бы активисты, да, там разных течений, там шариат, демократ, 92-й год Конституция, 97-й, евроичкерийцы, там американо ичкерийцы. Вы готовы честно признать, что пока вы не станете общинным народом, вы никакой государственности не построите? Меня просто интересует на основе какой системы, каких вы общинным народом на основе чего хотите стать?
Или если вы не хотите А сказать, на мы основе не чего хотим. мы сопротивляемся почти 1000 лет всем, кому подряд, кто приходит? На основе чего это делается? Может быть, встречный вопрос. Тогда признайте, что вы сопротивляетесь, просто вы Самали, то есть, сопротивляетесь, но вы не готовы построить Самали, то есть, государство. Дон Ахти, Вы- послушай, ради бога. Ты такой звездобол, ради бога, не заходи сюда, а. Ну, Ради свободны, бога, свободны. оставалось, свободнее, Ибраим, свободнее. Чего вы слушаете этого? Холоп, обычный холоп, он русский, под русское вождь. Чего вы ему доказываете какие-то? Он даст, он такой же пиздобол он. А я, конечно, иди, Дон Ахти, иди отсюда, ради бога. Ради бога, выйди. Свободны. А я, Всех могу, что всех вы могу. объясняете? Всех слушайте его, доказывайте. Мы воюем, мы самолеты. А вы иди до нас. Валай, баш, дурак, обычный русский дурак он. Ибраим, пойми, раз, я их знаю хорошо. Я их знаю, это обычный русский дурак. Обычно русская вождь. Что вы слушаете? Да мне пофигу, кто ты, да мне пофигу. У тебя такой базар. Да пошел ты хохол, махол. Я видел вас в городе, в Грозном. Я вас с вами дрался, я вас пинал. Да, свободно, дай мне рассказать. Не груби, А я хочу, вы доказываете. Что мы грубить, не грубить? Обычно холоп. Формат. А я что, пошел, Дон Ахти, ради сюда бога, зайти иди кто отсюда. угодно. Иди отсюда, Кто Дон Ахти, угодно. пошел нахуй. Сидик Цадеш. Это, короче, не приветствуется вообще этот мат на канале. Вот такие выпады у меня, уж извините. Здесь на канале такое считается ненормальным. Здесь может человек зайти, высказаться. Тут есть и всякие вот эти мозга, как их помягче назвать, и такие есть, которые мозги дрючат людям, и всякие бывают. Но при всем при этом, если человек соблюдает культуру общения, пускай на вопросы как-то пытается не отвечать, увиливать. Кто не хочет, просто тогда не задавайте вопросы, на которые вам не ответят. Поэтому просьба соблюдать культуру общения. Последний вопрос его, наверное, ввел в раздражение, потому что этот вопрос, на него нет четкого ответа, к сожалению, из тех чеченских сообществ, только вот у шариатовцев, у них на этот вопрос есть ответ. А у остальных начинается вот эти маневрирования, они прекрасно понимают, что... Ну, вам же ответили, Дон Ахчо. Да. Вопрос, Ответили. который вы задали, на национальном единстве, на национальном самосознании, на национальном интересе. Вот так вот. И украинцы сегодня противостоят Русне. И все народы, которые как бы отстаивали свой самобыт, вот европейские страны, у них национальный свой интерес и на вот этом общенациональном единении, на национальной идее, вот так вот люди и отстаивают свой самобыт, если вы не знаете. В отличие от Русской Федерации, там уже имперская система, которая... Я согласен, смотрите, Украина как существует как государство. К сожалению, там чеченского государства, оно оккупировано, признаем, там и так дальше. История там после 91 после первой чеченской, второй, там мы как бы все знаем. Она сейчас оккупирована. Меня интересует, что будет после деоккупации. После деоккупации, допустим, развалится Российская Федерация. Я за то, чтобы она развалилась. К сожалению, западные там истеблишмент, они за то, чтобы она осталась, потому что Российская Федерация как сырьевая база, как дойная корова, им нужна стабильность в Российской Федерации, чтобы она работала как сырьевой предатель. Там не только это, потому что там Хорошо, смотрите, такого мусора только в этом государстве нету, какое только дрянь, там нету химическое, бактериологическое, ядерное, потом вот эти какие-то ближайшие там, скажем так, регионы, да, там Афганистан, вот это тоже
не мешает Западу, когда там среди них вот такая буферная как бы зона, да, как Русня. Это тоже понятно все. Это лишняя головная боль, она нафиг никому не нужна. Но при всем при этом сегодня, Да. Можно при всем при мысли этом, закончу? пожалуйста. 2 секунды, мысль закончу. Закончу мысли, и тогда все. Я сужаю как бы свой интерес. Меня интересует будущее на той территории, на моей родине. То есть там Чеченская республика будет, Ичкерия или еще как-то будет называться. Будущее. И как вот чеченцы, они на какой основе объединятся. Пока я не вижу никакого прогресса в объединении, в готовности. Допустим, завтра Российская Федерация развалилась. Допустим, представьте, завтра там, ну что-то там, Путин сдох там, или там решили на Западе как бы по-другому поступить с этой колонией. И она развалилась. Что вы будете делать? Подожди, не вмешивайтесь. Допустим, Дайте англичане мысль. отправляют туда Закаева наместником Закаева, он там создает как-то протекторат, как он говорит, или еще что-то. Меня интересует будущее. Вот, допустим, завтра Российская Федерация развалилась. Что будем делать? Что вы будете делать? На какой основе вы там создавать государство? Меня интересует будущее. Прошлое это интересно, это важно, прошлое, настоящее прошлое. А вот надо, если политики, да, надо планировать будущее. Как вы объедините? Я пока вижу, этот зашел, эти друг на друга, эти шариат, эти не шариат, это 92-й год Конституции, это 97-го поправки, этот исламские поправки, там. Донахче. В демократическом вообще-то обществе бывает вот такой вот плюрализм мнений, да, когда люди могут расходиться во мнениях. Но в нашей ситуации, да, у нас есть там расхождение между соратниками во мнениях, даже в какой-то партии есть расхождение во мнениях. Но дело в том, что вся наша проблема, вот наша сегодняшняя проблема чеченского народа, она заключается в том, что нам посредством идеологии подсунули свинью. То есть вот этот человек, который сюда заходил степ-бай-степ, и всякие другие, состоящие с ними в конфронтации, вот эти религиозные, идеологические группы, которыми они расходятся в своих идеологиях там, и так далее. Вот эта вот вся система, она мешает чеченскому народу, и надо отдать должное, отлично очень получается у авторов вот этой затеи. Это очень неплохо получается. Но если убрать вот эту вот идеологическую составную из всей нашей вот этой вот, скажем так, системы, да, в которой чеченский народ пребывает, если вот это авторство, его отсечь из нашей среды, то на основе своего чеченского культурного, там, ментального и так далее, вот этого чеченскости нашей, у нас нет никакой проблемы вообще между собой. Конечно, будут там разногласия, разные видения, там, расхождения в этой самой, в каком-то государственном устройстве, все что угодно. И это отлично, потому что конкуренция, всякое разностороннее мнение, они должны быть присутствовать. Но у нас сегодня вот самая главная чеченская проблема, это я озвучу или нет, там русским, как бы я сейчас, если сигнал посылаю какой-то, это не соответствует действительности. Они давным-давно это изучили, и они четко освоив это, именно идут в этом направлении. Но это будет не всегда так продолжаться, потому что сегодня в мире технологий, в мире вот это прогресса, полностью отсутствие вот этой блокады информации, сегодня очень быстро можно распространить и антипропаганду и так далее. То есть это не будет всегда так длиться. Поэтому, как бы, да, чеченцы рано или поздно там будут и пробуждаться, и нам никуда ходить не надо. Ничего придумывать не надо, велосипед создавать не надо. Просто на основе своего национального. Щепетильный вопрос задать можно? Щепетильный вопрос. Пожалуйста.
Значит, как-то Дудаев сказал, что каждый чеченец, он президент. Кстати, об этом, когда шел к власти Генерал, Зеленский. генерал, Или генерал, генерал. подправь. Ну да, суть одна, да. Типа каждый сам вот, генерал. Тут Зеленский, когда приходил к власти, он говорит, каждый украинец сам президент. Такой щепетильный вопрос. Ну, в шариате там понятно, там если ты не соблюдаешь, тебя шариатская безопасность принудит соблюдать правила. Демократия, когда, например, Конституция 92 года, допустим, Чеченская республика демократическая. В этой системе власти чеченец готов признать власть над собой чеченца из другого рода семьи Тепа или признать власть другого чеченца над собой. Все ли какой процент чеченцев готов признать власть другого чеченца? Именно Нохчи. Признать власть над собой Нохчи. Я думаю, пора в баню уже Всех человеку. мало. Не, всех мало стоит. Во-первых, Дудаев, когда озвучивал вот эту цитату, да, о которой вы говорите, это был его ответ на вопрос. Когда сказали, ну у вас у чеченцев же никогда генералов не было там, как вот вы типа дослужились, единственный генерал там, у чеченцев. Вот тогда Дудаев сказал, что у нас каждый чеченец генерал, я миллион первый. То есть он этим самым показал, как бы хотел показать, что любой рядовой чеченец, там, если сравнить с русским каким-нибудь генералом, да, то он для любого вот этого русского, он получше. И потом дальше, во время вот этой русско-чеченской войны, рядовые люди, став там бригадными генералами, так называемыми, да, и это и доказали. То есть, что генерал, он как бы в России Я вас понял. Я говорю про мирное время. Смотрите. равен любому чеченцу. Я вас понял. То, что вы говорите, будете над собой терпеть там какое-то вот это президента, конечно, будет. Не просто будет, а вот мы, чеченцы, все вышли, взяли вот этого Дудаева, а ну иди сюда, вот так его притащили, ты будешь у нас вот здесь полностью менеджером. Ты будешь все волеизъявления нашего народа доносить куда надо по всему миру 100%. и полностью выполнять волю нашего народа. Вот так вот прям притащили его и поставили чеченцы. И вот так вот это было, есть, будет в нашем менталитете абсолютно нормально. Но при всем при этом вот эта вот президентская должность, именно президентская должность, вот наши соратники, которые здесь там, вот это там наши партии, ну и не только, то есть люди, которые четко осознают вот это вот весь чеченский менталитет, его демократические вот эти вот как бы ну, культуру вот этой демократии в чеченском менталитете, они многие из нас считают, что в будущем такая должность, как президент, она как бы менее подходит чеченскому народу и должна будет впоследствии быть упраздненной. То есть именно и всем полностью должен управлять парламент. Но это такие потуги есть. Это все равно рано или поздно, не то что рано или поздно, а кто бы здесь что ни считал, это решать будет чеченский народ. То есть если будут вот такие инициативы, будет такое волеизъявление, будет вот такое вот востребовано чеченским народом, и это чеченский народ обязательно осуществит в будущем. А вот опять-таки возвращаясь к какому-то правлению, да, какого-то чиновника, то у чеченцев чиновник это как и во всем мире, это слуга, который выполняет волеизъявления народа. И как и в европейское государство, для нас чиновник это вообще его как-то почитать или из него что-то такое делать. Наоборот, здесь любому, и вот как в европейских странах могут и полицейскому в рожу что угодно, короче, высказать. Главное в рамках, да, закона, чтобы это все было. И вот также это четко в культуре чеченцев у нас это всегда в нашем самобытии присутствовало. И вот это вот ваши
такие опасения, да, я не знаю, вот насколько в вас укоренилась вот эта русскость, там, ассимиляция, там, и так далее, чтобы считать какого-то чиновника выше себя, да, человеком, перед который как бы барин для тебя является барином, да, а ты выполняешь его какие-то команды, то в нашей ситуации, ну, уж извините, у нас чуть-чуть другой менталитет. У нас чиновник – это слуга народа. Вот как-то так. Ибраим и Масум шмавацис. Это просто, знаешь, вот... Из он вайн дик маумейка. И чего, дик просто- Зачем сравнивать наш чеченский менталитет и образ жизни, который мы вели когда-то, с современными реалиями? Мир так устроен. Президент необходим как глава государства, который нас представляет на мировой арене. Почему издевка? Есть Я с парламентская, тобой не соглашусь. парламентская форма правления, есть президент. Доновче, вас здесь не понимают, потому что, ну, наверное, менталитетами и культурами мы не сходимся. То есть ваши вот такие вопросы, они Потому их что я не люди, понимаю, потому что надо учитывать современную ситуацию в мире, да, вот как государства устроены. Это что, получается, что мы настолько отсталые, что даже сегодня мы не примем такую модель государства, что ли? Вот я считаю, это издевку. Да, я ему объясню. Просто дело в том, что он не это вообще. Дело в том, что вот наш гость, он не учитывает вот разность наших менталитетов, да, если там в России, на России там и вообще в русской голове чиновник из себя представляет вот такого барина, да, который все за всех решает, то в нашей ситуации это вообще мы так не рассматриваем чиновника. Для нас чиновник – это слуга народа, который выполняет его волю. И когда вот такие вопросы начинают поступать, то как бы их принимают во штыки и думают, что как будто бы нас троллят. Вот Мика, другие, наверное, не понимают, что у русских именно вот так, как бы склад ума именно вот такой, что какой-то чиновник там, это барин, который может делать со своими рабами, как в России, все что угодно. Поэтому там надо, как это потом для чеченцев якобы будет, приемлемо или неприемлемо. Конечно, неприемлемо. То, что сегодня русские поставили падишаха своего, это вообще неприемлемо никоим образом. Нет, я прекрасно знаю менталитет, поэтому вопрос этот и задал. Я прекрасно знаю менталитет. Просто есть как бы тоталитарные государства, да, они там как бы, может быть, быстрее добиваются своих целей, эти государства. Плохие государства, там, тоталитарные. Другие методами добиваются целей своих. Понимаете? А я вижу проблему как бы создания чеченского государства, что вот не будет исполнения, как бы чиновники чиновниками, а как бы ну, в едином каком-то достижении цели какой-то. Потому что должно быть, как бы, должно быть те, которые ведут, ведомые, и как бы эти, как назвать их, силы, там, полиция, которая будет принуждать тех, кто не хочет идти этим путем, понимаете? Я вот этого я не вижу как, вот честно говоря, потому что исходя из опыта того, что было там, ну, и период Дудаева, и потом дальше, Масхадова и так далее, ну, не было же единства какого-то. Оно откуда появится? То есть оно появится, я только за, если оно появится. Смотрите, полного какого-то единства, его не должно быть вообще в государстве. Наоборот, должны быть разные мнения людей. Элементарный вопрос, да. Ни в одном обществе нет единства и монолита, ни в чеченском, ни в каком, ни среди бушменов. Это глупый вопрос, глупая претензия. Только при шариате и коммунизме есть такое главное.
Ну, опять мы вот приходим к тому, что наш собеседник, он опять как бы по-русски подходит ко всему, поэтому... Там вопрос еще окружения, допустим, если бы там, ну, будущая Чечня резко будет окружена там демократическими государствами, там Грузия, там прям демократия будет, там как вот типа Европа западная, вы так к этому ведете, там или Россия, или часть России, что там от нее останется, там, что там, кто с вами будет граничить, вот, будут. А если там как бы Запад решит, что, например, вот вы не должны вообще существовать как государство независимое, потому что вы там будете... Плевать, что хочет Запад. А Плевать. как вы С чего будете... ты взял, что мы подчиняемся его воле, А как вы считаемся будете... с ней? Хорошо. Демократию мы придумали, принесли ее Да. европейцам, наши Подожди, отцы. и я моделирую ситуацию. Собордел, я моделирую ситуацию. Как вы тогда будете противостоять без единства, например, такому сильному там западному миру, который будет не желать вашей независимости? Как С вы чего будете ты взял, что единство? нет не единства, Да, что это преграда? это правильный тоже вопрос, это да, правильно Можно говорится. С таким соседом, как Русня, совершенно верно, нам нужен очень хороший, мощный союзник, мощный партнер, мощный друг, который вот, Рамштайн, например. да, которого Русня боится, я не знаю, как черт, как это говорилось, да, как черт. Ладно, да, Риса? Вот так вот. Вот такой вот партнер нам обязательно нужен. Естественно, без такой какой-то поддержки, вот эти шариаты, вот эти похищения людей, вот эти вот расстрелы на площадях, вот эти вот как бы полностью завоз исламской вот этой радикальной литературы со стороны, с Российской Федерации, городов российских, да, с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Казани там, и ряда других городов, это никогда не прекратится. То есть вот это постоянный террор наш со стороны Русни, он будет продолжаться. Поэтому, естественно, там правильно, нам нужны нормальные партнеры, союзники, с которыми мы должны работать. Но для в этой ситуации, да, нам нужно единство какой-то части нашего общества. Спасибо, что нам подсказывает это вот наш собеседник. Ну вот, примерно полного какого-то единства. Это все равно никто никак не добивается, ни в каких странах такого нет. И оно и не должно быть. Вот. Основная, опять-таки, повторяюсь, наша проблема – это русский международный исламский терроризм, который нас терроризирует, посредством которого нас одурачивают, посредством которого нам не дают как бы идти и в западные институты, и работать с Западом. И, как говорится, если вам Запад, вот здесь был вопрос, если Запад не даст вам, как бы не признает вас, вот именно это мы и должны, вот все ночи слушайте, как вот наш собеседник, он как раз таки это и говорит. Хотя я не знаю, с какой целью Он он говорит, это что говорит. нам нужно шариат принять и С вводит нас какой, в шариатский да, уклад. с какой целью он это задает, я не знаю, но для нас это как бы наоборот, мы должны из этого пользу извлечь. И мы должны понять, что нам нужно именно быть во всех международных институтах. И через эти международные институты в правовом, как это и подобает, да, вот именно опираясь на международное право, опираясь на общепринятые ценности, полностью отстаивать нашу независимость, нашу государственность и стоять именно на вот таких вот позициях. На позициях, где используется интеллект человеческий. Можно я скажу, про меня было упоминание? С какой целью? Я гражданин Украины, то есть я этнический украинец. Да. Я оказался не в Москве, я живу в Киеве, понимаете? Да, вот у вас там в Украине есть гражданин Украины,
Невзоров такой вот Да, парень. хорошо, можно я скажу? Да. Да, можно я мысль закончу? Невзоров эти все клоуны. Смотрите, я за то, чтобы эта Российская Федерация развалилась на части. Я лично за это состою. А, к сожалению, наши так называемые западные партнеры, они в открытую уже говорят, что мы не заинтересованы в развале Российской Федерации. Это же не я говорю, это же Америка говорит. Яшкин и Машкин, кто за ними стоит? Эти Навальный, западный эстеблишмент. Ну, может быть, поменяется президент в Америке, может, по-другому будет. От Америки много зависит. Пока позиция Запада в том, чтобы сохранить в целостности Российскую Федерацию в ее границах. Значит, независимость Ичкерии, она не предусмотрена. Опять же, наплевать на мнение Запада, в том числе, Я если он противоречит ну, так нашим я же интересам. вам, это же не я придумал. Да плевать ему, вот я согласен с ним. Наша волеизъявление А вот знаете, что Вы ж тут говорилось, что хотите не искать союзников на перебивайте, и Западе. ничего нам не наплевать. Это, конечно, не наплевать. Нам очень важно с международными институтами сотрудничать, работать с ними. Конечно, важно. Но Что, Запад правильно? не является последним словом. Запад Подождите, не является Сабрдил, последним. да, я скажу. Запад не является, но нам просто необходимо работать и с Западом, и со всем остальным цивилизованным. Он, задавая этот вопрос, выставляет так, будто бы Запад является последним словом для нас. А кто является? Джованни Шамис-Халита? Да я так не Дай говорю. им Раз за разом поговорить. он задает один и тот же вопрос, одну и ту же тему подводит. Ну, кто слабонервный, можете там звук поменьше сделать. Да. Поэтому на данный день Запад вам не союзник. Понимаете? Вот и все. Может быть, завтра это все поменяется. Они до сих пор геноцид ваш не признали чеченского народа. Вот это выселение и прочее. Тоже хороший вопрос. А Тоже знаешь хороший почему? Из-за вопрос. того, что ударили в шариат, поставили шариат, присягнули Ну, это, Абу-Бакру ладно, Багдади, твоему любимому. Тоже хорошая тема. И это как раз таки правильно очень сказано. Благодарю, что это высказано. Именно это очень правильная тема, потому что вот почему по сей день не признали ни геноцид, ни наше государство. Вопрос Нохче, вот к вам вот сюда, к нам, в нашу группу вот сюда, где сейчас собралось 63 человека. Почему нас по сей день не признали? Ладно, сразу по-другому поставлю вопрос. Вы знаете каких-нибудь чеченцев, которые работали в международных институтах, чтобы признали нашу государственность и чтобы признали наш геноцид? Нохче, вы знаете таких? Ладно, Нохче, не знаю. Дон Ахче, вы знаете таких? Я лично не знаю. Я, например, А знаю. теперь вы понимаете, в чем проблема, Нохче? Теперь вы понимаете, в чем наша проблема, что нас по сегодняшний день не признали? Дело в том, что нас нету, как украинцев в международных институтах, нас нету, понимаете, нас нигде нету. И что мы хотим, наша воля, изъявление, что мы думаем, что бы мы хотели, какой у нас геноцид, дистанционно никто не может за нас вот это дело решить, узнать, что у нас в голове каким-то образом, да? Потому что весь мир, то, что видит, это то, что показывает русский телевизор, и теперь уже, к сожалению, всех, кого они там, с кем они сотрудничают, и со стороны уже украинских каких-то медиа, и со стороны европейских собственных русских карманных каких-то журналистов, вот из всех вот этих вот дыр, скажем так, да, из всех чайников, утюгов, льется то, что чеченцы это какие-то русские солдаты в лице Кадырова, что они бородатые, что они за шариат, и что они хотят исламское государство. И все они, и которые в Европе голову режут, и которые в русских отрядах, в русской армии создают войско Исы, алейхиссалям, что это вся вот эта биомасса, она как бы вот такая, как ее представляет
со стороны Русни Алаудиновы, Кадыровы, там всякие Даудовы, и здесь в Европе всякие Будулаки, Анзоровы. Вот что мы есть для Запада. Баркал, спасибо, что вы эту тему начали, Дон Нахчи. Это очень полезная для чеченцев тема, которую, как бы, о которой надо говорить, и посредством которой надо нам, чеченцам, понимать, что никакой не Дон Ахчи, никакой не дядя Вася, а тем более не русский какой-то Сидор не придет и за нас ничего не сделает, пока мы Абсолютно что-то правильно. не сделаем. Да, да. Я вот к этому и клонил, что не надо на кого-то рассчитывать, потому что сейчас, я смотрю, вот эти группировки, да, там. Нет, как раз таки, я сразу перебью, рассчитывать полностью надо. То есть ночью рассчитывать надо, вот как вас приняли в европейских странах, когда вас русня преследовала, уничтожала и сегодня преследует, убивает даже в европейских каких-то городах вас убивают, потом меняют ваших убийц на хороших русских. И вот эта вот Европа, которая вас приняла, да, сегодня, спасла вас, скажем так, экономически, спасла вам, дав вам убежище, дав крышу над головой. Вот так же эта Европа работает и в других местах тоже. И Европа, и весь цивилизованный мир в целом. То есть на Украину, если вы посмотрите, там можно это четко просмотреть, да? Как Украине помогают и финансово, и оружием, и так далее. И нам тоже могли бы и финансово, и оружием помогать, если бы мы работали в международных институтах. И я чуть-чуть, у меня расходится, да, с Дон Ахчи вот это вот мнение, потому что Дон Ахчи усердно хочет навязать нашему обществу, что вам никто не поможет, а я наоборот сторонник того, что нам помогут, если мы будем для этого проявлять какую-то инициативу, то есть если мы будем действовать. Так я вот это и Вот в хотел чем у нас сказать. редукция. Я это и хотел сказать. Вы же меня неправильно поняли. Я это хотел. Сначала вы должны объединиться, потом вам помогут те, кто хочет помочь. Ну, неправильно поняли меня. Ну, Там тут по скорее, поводу чем там объединиться, мы помощи сначала Украине. должны работать все Вы знаете, на благо своего отечества. масштабы помощи вами преувеличены. Понимаете? И если бы они помогли как положено, уже бы давно закончили бы эту войну, там уже Москва бы сгорела бы, если бы помогли. Ага, и Москва бы сидела бы и смотрела бы, как ее мочат, да? Да, И да. никакие, и, например, в Запорожье бы атомную станцию не взрывала бы, в Курске бы тоже не взрывала бы. И вот так будет сидеть, да, и будет сидеть и глазами хлопать, как ее будут мочить, да? Так, та же Европа выдала убийцу Хангашвили. Для меня это вообще постыдное дело. Это, которого убили Хангашвили, знаете? Его взяли, отдали обратно. Этого тварь эту. Да, совершенно верно. Для меня Хангашвили это... Отдали, потому что абсолютно из чеченского общества не была проявлена не было проявлено никакой инициативы. Хотя надо отдать должное, да, вот Аслан Арсуев, который сегодня поддерживает шариатчика Идигова, главного виновника в подлоге Конституции чеченского государства, вот это, как бы став его адвокатом, нормальный парень Аслан, который ходил вот на все эти процессы тюремные и зазывал просто всех через интернет: идите сюда и покажите, чеченцы, что вот убийца нашего соотечественника. Не он, Ведевич, у Аслана свой канал на ютубе, Арцуев он. Этот Аслан просто всех: идите, чеченцы, покажите, что мы все полностью заинтересованы, чтобы не передали вот этого Руснявого туда. И, к сожалению, никто на это не реагировал. А если никто не реагирует, то вот в таких ситуациях государство
когда их каких-то граждан захватывают, русские спецслужбы на своей территории, они вот посчитали, что такой обмен, он более приемлем. Лучше отдадим Красикова и вернем там несколько своих граждан, живыми и невредимыми. И сыграли с вот этими русскими террористами в террористическую игру, которая им обязательно, хотя это говорю с сожалением, но обязательно им тоже это аукнется, как сегодня аукается и Украине, и всему, в принципе, цивилизованному миру, который заигрывал с вот этой русней все это время в террористические игры, из-за которую сегодня у всех головная боль, с которым вот которые столкнулись с вот этим террористом, которого все взрастили своим вот таким вот, я не знаю, молчаливым согласием, взрастили вот эту русню, с которой теперь им приходится вот заигрывать, чуть-чуть оружия давать, много дашь, они возьмут, звезданут, например, по Запорожью, и потом все это дерьмо там в Европу придет, или что-то еще сделают, потом там могут химическим или каким-то бактериологическим, или вирус какой-то закинуть, все что угодно, это же русские. И это некоторые вот чиновники там сейчас, политики понимают, пробуждаются. Но, к сожалению, сейчас поздно. Сейчас все будут вот так играть, пока вот этот Путин не закончится. Ваше Государь, у меня тут вопрос на засыпку. Отдали бы эти власти Германии этого Красикова, если бы он убил, допустим, немца этнического, гражданина этой Германии? Я думаю, что не отдали бы, потому что бы немцы вышли бы тысячами после этого. И разнесли бы к чертовой матери бы там. Все. Ибраим, тут не надо забывать о коллективной ответственности, которую у нас ввели. Понимаешь, нас люди, поэтому не то чтобы себя ты под удар подставляешь, ты еще вообще людей, которые ни сном, ни духом к твоим движениям не относятся, и их под удар подставляешь, понимаешь? Поэтому люди не выходят сейчас на эти митинги. Ну, я это понимаю, просто дело в том, что тогда уж извините, как бы, если мы что-то хотим, то нам придется действовать. Если мы не хотим, то за нас русские действуют. И вот это вот я, конечно, не обвиняю никого, да, потому что это сложно, да. Но вот так само собой не пройдет. Ламанхо задал вопрос по поводу, отдали бы они Красикова, если бы он немца убил. Мне кажется почему-то, что отдали бы. Потому что немцы очень прагматичные люди. Они бы точно так бы рассудили бы, ах, мы лучше спасем там несколько человек, а этот уже то, что он сделал, он сделал. Мне кажется, что отдали. Мне вообще не нравится, что вот этот посыл, вот, потому что Ибраим Хусейн Истанов, Ибраим Никахов, Хусейн Истанов, Тесла, Кевег, они еще в самом начале, еще, когда еще даже вот пикнуть не могли, они стояли с транспарантами и заявляли свое мнение. И говорить о том, что сейчас, что там, ты там... Да, Альберт. Вообще, Мне тяжело это делать. Я вообще не могу представить людей, которые могут обвинять или как-то, ну вообще говорить об этом. Никто здесь никого не обвиняет. Тут вообще не такая немного тема. Просто имеется в виду, что люди все видят это все, но не выходят, потому что вот этот вот страх, да, когда
тебя там в Европе даже чеченцев там могут ликвидировать, и вот это то, что потом дальше Германия сделала, это как бы очень-очень плохой посыл. Но теперь это как бы не только как бы позитивное в этом, да? Хотя это, к сожалению, нужно говорить, но позитивное во всем этом, что отныне, вот с 22 года там, русня – это не исключительно проблема чеченцев. То есть русня – это теперь головная боль всего цивилизованного мира. И сегодня то, что вот так поступает Германия или другие какие-то, которые заигрывают, да, это им всем аукнется обязательно. Это я говорю, к сожалению. Если вы, я у всех извинения прошу, я сегодня вообще-то много эфира занял времени в эфире. Чего мягко была ехал, просто такая немного бурная тема была, чтобы чуть-чуть пытаться сбивать накал и эмоции там. Приходилось немного вклиниваться сюда больше обычного. У нас как бы по регламенту там уже вот это закончилось. Всех хотелось бы поблагодарить. Дээрээс хуулмас хайшуу дүйч толхунда цар Ой улхан ой сагат ил фоти прекрасно ларта очень гурду. Amma цо диндол хатта что дитин хума иза чо пайда дер хуин чом из ши эго وين تكوك الوقت سايش إشت ديتن هم شلوكو شو ويا إذا مدر تاخش حدوش إشت يا دا مو إبن صار بالقال ده خيرتي قوي إشت هم دو от круглосуточно от чуаюшун радио маршу чуа дальше там общаться долг истолг чу дальше да чудо وين لاحظ تيم قتيم نشأ еще кое-что. Это Ахтане Лаер как обычно, в субботу с 8 по Брюсселю, с 8 вечера. Значит, благодарность, короче, всем собеседникам, зрителям, гостям и так далее.